Программа «Размышлизмы». Сегодня у нас 1 апреля 2021 года, и я сегодня поразмышляю на тему межнациональных отношений, лингвоцида, этноцида, так называемой российской нации, российского гражданства. В том числе я покажу вам вот этот вот вкладыш у меня в паспорте, видите, да? Вот. И прочие разные интересные моменты, связанные со всеми этими делами. Поводом для этого видео стал Совет по межнациональным отношениям, который был 30 марта 2021 года. Там выступал Путин, Тишков и прочее. Вначале я расскажу план нашего видео, а потом мы перейдем непосредственно к видео, для того, чтобы у вас, уважаемые зрители, было вообще понимание, о чем будет данное видео. Это видео не обязательно смотреть, вы можете его слушать. Оно очень важно с идейной точки зрения, с идеологической точки зрения, поэтому я рекомендую его посмотреть и понять. Да? Ну, первое, значит, мы посмотрим части наиболее важные вот данного видео, я дал свои комментарии. Дальше мы послушаем стихотворение нашей уважаемой сенаторши от Башкирии. Дальше мы посмотрим про такое понятие, как добровольная ассимиляция, которая, собственно, произносится человеком, который должен противостоять этой ассимиляции, Тишковым. Да? Дальше мы посмотрим, как у нас обстоят дела с дискриминацией по этническому признаку, о чем говорил, в частности, вот данный персонаж Владимир Путин, здесь самое интересное, да? И это касается не только состава Совета директоров крупных компаний, мы сравним это, допустим, в Республике Башкортостан с Республикой Татарстан, да? Мы также посмотрим на историю с вывесками, как обстоит это дело в Республике Татарстан и в Республике Башкортостан, с наличием на них башкирского, там, татарского и прочих языков. Да? Также мы, как я говорил, посмотрим на ситуацию с лингвоцидом, этноцидом и ту идеологию, которую, собственно, я даю. И я говорю, это видео, оно очень идеологическое. Да? То есть вначале вы увидите некоторые факты, некоторые комментарии, а потом вы увидите, как та идеология, которую я давал, уже с некоторых других ракурсов. Также вы увидите, на какой ступени развития взаимодействия разных сообществ мы находимся. То есть, с моей точки зрения, я сразу скажу, мы находимся где-то между второй и третьей ступенью. Вот в текущее российское государство мы находимся между лингвоцидом плюс этноцидом с убийством пассионариев, ну, либо их с посадкой в тюрьму, это вторая ступенька. И третья ступенька – это просто лингвоцид и этноцид. То есть мы где-то между вторым и третьей ступенькой находимся. В рамках западной цивилизации ступенька четвертая – мультикультурализм. Ступенька четвертая – мультикультурализм. Да? Вот. То есть нам далеко еще до западной цивилизации, и в том числе и в этом вопросе. И также в конце я еще раз обращу внимание на мое обращение к удмуртской нации от 30 декабря 2020 года. Оно очень важно. Там есть несколько минут идеологическая часть. Вот видите, вот эта идеологическая часть там на 4 минуты. И это будет в конце, в самом конце, и вы поймете, о чем там шла речь. И это было видео от 30 декабря 2020 года. Я специально перед Новым годом сделал это видео, чтобы было понимание. Да? Итак, давайте начнем с самого начала. Видео будет немножко такое спонтанное, скажем так. И я часто буду останавливать соответствующее видео, давать свои комментарии и оценки. И объяснять, что к чему. Потому что я давно наблюдаю за Путиным, за его государством, за проводимой им политикой. Я честно скажу, я никогда не был сторонником Путина. Вообще никогда. Даже в 99 году, когда Ельцин, соответственно, сказал, я устал, я ухожу, и сделал преемника. Вот в тот момент я даже особо тоже не чувствовал особо таких нежных чувств к данному персонажу. Соответственно, потому что я видел, как он сидел на кресле, когда выступал. По-моему, как это объяснить так. Вот его первое выступление. Да? Я понимал, что там ничего хорошего, значит, в части федерализма, в части прав республик, народов, там ждать от него не придется. И у него бэкграунд соответствующий. Да, у него соответствующий бэкграунд, связанный с войной в Чечне, там, с прочими моментами и так далее. То есть он как бы почувствовал, как бы так сказать, там, его рейтинг вот, был на тот момент зависим от подобных военных вещей. Как бы, да, то есть вот война в Чечне, он там как бы вышел, ну, якобы вышел победителем, и, соответственно, его рейтинг взлетел, там все, он там, ну, как бы, вот это все работает, да, вот, в случае его. И у него в мозгу это как бы все запечатлелось,
И он считает поэтому, что нужно по этой схеме, значит, все время действовать. И мы видели ситуацию с Грузией, мы видели ситуацию дальше, вот 2008 это была ситуация с Грузией, дальше ситуация с Украиной, до этого была ситуация с чеченцами. В общем, вот по одной и той же схеме все как бы работает. Рейтинг падает, он там что-то придумает. Рейтинг падает, еще что-нибудь придумает. Да, вот если ему нужно будет чуть-чуть поднять рейтинг, он может в состав России что-нибудь включить. Там, не знаю, Южную Осетию там попросится, скажет, давайте включим в состав России. Но это будет краткосрочный эффект. Да, то есть это будет не слишком сильно поднимется рейтинг и краткосрочно, грубо говоря. Да? То есть как бы там можно пиар такой сделать, там шум поднять в СМИ и так далее. Но это эффект будет не слишком такой долгосрочный, скажем так. Вот. То есть у него в мозгах вот именно такая как бы картинка, что он типа объединитель русских земель, там, в общем, как бы, да, и под соответствующей идеологией он ее использует для того, чтобы соответствующим образом поднимать свой авторитет, рейтинг и прочее. Ну, в основном он пользуется популярностью среди русского населения. Да? Но в последнее время там как бы часть русского населения стала этой идеологии уже противиться. Соответственно, у него поэтому в том числе из-за этого определенные трудности возникают. Вот. Поэтому ситуация так, примерно такая. Ну, про федерализм, про национальные республики и про политику я потом еще более подробно расскажу. Буду останавливать эти видео и рассказывать. Да? Давайте послушаем. Тема, которая является ключевой, и звучит она так: об укреплении общероссийской гражданской идентичности. Ну, смотрите. Вот я являюсь гражданином России. Я являюсь гражданином России, вот мой паспорт, гражданин Российской Федерации. Он говорит об укреплении общегражданской российской идентичности. Зачем мне укреплять мою гражданскую российскую идентичность? То есть он не сказал российская национальная идентичность, он именно сказал общегражданская идентичность. Да? Ну, как бы, да? Вот. Я и так де-факто являюсь гражданином России. То есть определитесь, если вы хотите национальную российскую идентичность или гражданскую. Да? То есть вот Мустай Карим сказал, не русский я, но россиянин, и под словом россиянин имеется в виду гражданство. То есть человек имеет российское гражданство, значит он россиянин. Как можно укреплять российское гражданство? Зачем? Смысл? Ты либо гражданин России, либо не гражданин России. Как бы, да, вот, чтобы было понимание. То есть, как бы вот уже здесь возникает момент. Вот если бы он откровенно и честно сказал бы, что он хочет всех ассимилировать в российскую нацию, и тогда бы он должен был бы сказать общероссийскую национальную идентичность. Но он сказал гражданскую идентичность. Да? То есть, как бы вот хитро так немножко, чтобы было понимание. Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. И мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз вот в этой ключевой сфере. И на американском континенте, и на европейском. Ну, вот на американском континенте там основная проблема – это расовый вопрос. Это вопрос черных, белых, в основном черных там, как бы, да, вопрос и так далее. Вот, я сильно не хочу комментировать, просто из политкорректности и, ну, прочих моментов, да, то есть, как бы, в рамках западной цивилизации, в общем, есть понятие мультикультурализма, и, по крайней мере, декларируются разные правильные вещи. Что касается, соответственно, Европы, то Европа там основные проблемы, на самом деле, не только с мигрантами связаны, да, вот с Сирией, там, и с прочих государств. Еще там есть проблемы с тем, что, как сказать, там, вот США это такое государство, где они единую политику достаточно легко могут провести. А в Европе достаточно сложно, все-таки союз разных государств, да, Европейский союз. И эти государства, во-первых, они по-разному экономически себя ведут. То есть кто-то
экономически более развит, кто-то менее развит, кто-то больше берет в долг, да, из-за этого приходится девальвировать какую-то валюту там, да, кто-то меньше, там, вот такие моменты там возникают, как бы, да. Вот с этим тоже есть момент в Европе. То есть в Европе именно такого плана основные риски, а в США это именно расовый вопрос. Ну, как бы. Затем мы заслушаем доклад об образовании как инструменте гармонизации межнациональных отношений, в том числе в части социальной адаптации детей-мигрантов. Значит, смотрите, здесь какая ситуация. Что касается образования как механизм, вот что на самом деле он хочет сделать? Он хочет сделать из нас всех российскую нацию. Для этого ему нужно уничтожить соответствующие идентичности коренных народов России, уничтожить их языки и сделать нас такой унифицированной, единой российской нацией, да, то есть россиянцами, лицами российской национальности. Такой плавильный котел он хочет делать. И, как пример, он может говорить, что вот США якобы плавильный котел, еще что-то. Ну, смотрите, во-первых, Российская Федерация, она строится на землях коренных народов России, которых более 100. Да? Это не территория мигрантов, это не мигрантское государство. Во-вторых, даже в рамках западной цивилизации есть разные государства. Допустим, Канада и США, они сильно отличаются. В Канаде очень сильно поддерживаются как раз вот местные сообщества, там, communities, indigenous и так далее. Да? То есть там как бы и прочие вот мигранты, когда приезжают туда, в Канаду, они, соответственно, государство всячески поддерживает, чтобы вот это вот разнообразие сообществ, языков и так далее было в Канаде очень сильно. Да? В США это в меньшей степени. И поэтому никто не говорит, что только США является примером. Да? И даже в самих США штаты, вот разные штаты имеют разное законодательство. И в разных штатах, там, в некоторых штатах доминирует испанский язык уже. В некоторых английский, как бы, да. То есть даже в Штатах мы видим ситуацию совершенно разную, да, то есть, как бы, вот, чтобы было понимание. Вот. А его задача с помощью системы образования внедрить российскую идентичность, убрать какие-то моменты из истории, уничтожить, соответственно, с помощью преподавания нашим детям, внукам и прочее, значит, то, что он считает ненужным, ну, не лично он, а историки там соответствующей идеологической подготовкой, да, и прочее, прочее. И соответствующим образом уничтожить языки родные. То есть, если бы он не хотел уничтожить родные языки, он бы не стал бы в 2017 году соответствующий закон принимать, подписывать и так далее, да, который всем известен по тому, что, значит, добровольное изучение языков коренных народов России там, да, и прочее, прочее. То есть это все направлено на уничтожение языков коренных народов России. И мы вынуждены писать заявление о том, что там какой язык мы хотим выбрать. У нас отсутствуют школы и вузы, допустим, в Башкортостане с башкирским языком обучения, в Татарстане с татарским языком обучения, в Чувашии с чувашским, в удмуртским, там, в Удмуртии, там, марийским, в Марьево и прочее. Да? То есть у нас нет вузов, где на наших родных языках преподаются все предметы, у нас мало фильмов и мультфильмов на наших родных языках и прочие разные моменты. Да? Вот эти все. Как бы, это политика в части образования. Да? Это политика в части образования. И здесь очень хитрый аргумент. Он заключается в том, что они как бы говорят, вот, как бы, как это сказать-то, они делают все, чтобы язык не применялся, а потом говорят, так язык же не применяется, поэтому зачем его учить? Как бы, да, вот так вот. Вот. И куча разных таких подлинных вещей, ну, как обычно ГБУшечка делает, соответственно, делается. Там, допустим, если в школе там нужно открыть какой-то класс с башкирским языком обучения, там обязательно появится какая-нибудь мамочка, значит, и начнет что-нибудь трындеть, там, что вот моему ребенку там, значит, в этот класс засунуть своего ребенка, и чтобы потом этот класс нельзя было открыть. Да? И куча прочих разных вещей, куча таких мелких деталей, которые делаются. И поэтому я уже давно, еще несколько лет назад говорил и даже видео снимал, что вот бюрократическая государственная машина, их задача вообще уничтожить эти родные языки. Да.
Задача Курултая-Башкирии уничтожить башкирский язык. Да? Там, задача каких-то государственных структур, они только этим и занимаются. Их задача уничтожить родные языки. Да? И самый эффективный способ противостоять этому – это интернет. Перевести мультфильмы и фильмы на башкирский язык. Да? Вот самый простой элементарный способ. Самый хороший, простой, элементарный способ. И вот, допустим, я вам сейчас покажу. Вот мы зайдем сюда, канал Bashkirtization, да, и, допустим, какой-нибудь Бэмби. Какой-нибудь Бэмби сейчас найдем. Так. Вот он, Бэмби на башкирском, да? Әсәскәһен, иң тәмлеһе шунда. Вот мы видим, допустим, 3000 просмотров, там 3800, да, грубо говоря. И мы просто тупо сравниваем. Вот в школе провели урок. Ну пусть будет 3000 часов. Мультфильм где-то час идет, 3000 часов. Да, вот сравните. 3000 часов, в школе урок идет 40 минут. 40 минут идет урок. Допустим, в классе 30 детей. 40 минут умножаем на 30 детей, получается 1200 минут. 1200 минут делим на 60 минут в одном часе, получается 20 часов. 20 человека часов башкирского языка дали детям, которые сидят в классе в школе. Для этого детям нужно было пойти в школу, значит, платить зарплату учительнице. Возможно, даже этот урок нельзя будет провести. Учительницу нужно готовить в соответствующих там вузах, там, да, как бы куча разных других моментов. Вот. Здесь мультик был переведен, один раз выложен, и все, он лежит, и затраты на содержание мультфильма 0. Я понес какие-то затраты на то, чтобы заплатить переводчикам, потому что спонсором этого мультика перевода на башкирский был я, да. Но здесь мы имеем 3000, ну даже если кто-то смотрел его не полностью, ну пусть будет 2000. 2000 часов. Вот сравните, 2000 часов мультфильма, которые на башкирском посмотрели, да, значит, как бы изучали башкирский язык, знали его там, как бы, и так далее, да, и 20 часов, которые дети где-то в классе там урок провели, да, с ними. 20 человек и часов и 2000 человек и часов. И при этом этот мультик был выложен в 2019 году, в конце, да, в декабре 2019 года, по-моему. Да, ну я помню, что он в декабре 2019 года был выложен. Ну, прошло, то есть получается где-то год и 3 месяца, и 4 месяца, ну там 3-4 месяца. А сколько просмотров будет там через 10 лет, через 20, через 100 лет, понимаете, да? То есть эффективность, это понятие эффективности. Хотите сохранить язык, переводите на башкирский и мультфильмы, фильмы в хорошем качестве выкладывайте на YouTube и на какие-то другие моменты. И хорошего качества, и сами мультфильмы, и перевод, чтобы был хороший и так далее. То есть вот самый простой, эффективный, дешевый способ сохранения языка. Ну, плюс еще цифровые разные вещи, связанные с генераторами речи, там, с прочими моментами и так далее, и так далее. Да? То есть там есть разные моменты. Цифровые вещи. Вот. Не разворовывайте деньги на разных вещах, которые они делали. Мы знаем историю с грантами и так далее. Как бы, да, я надеюсь, объяснил, да, нормально. И причем этот язык, он будет сохраняться у тех, кто хочет его сохранить. Да, то есть не там Ваня Пупкин, которому башкирский язык нафиг не нужен, там, не какие-то другие, кого заставляют идти там учить башкирский язык. А те, кто хочет его смотреть, они берут и смотрят этот мультфильм на башкирском, у них, соответственно, остаются навыки башкирского языка, башкирский язык и так далее. Я прошу обратить на данный факт очень важное внимание, да? И вот смотрим сюда опять. Тут он сказал вначале про систему образования. Дальше он сказал про мигрантов. Вот, по поводу мигрантов. По поводу мигрантов, соответственно, я полностью поддерживаю, что мигранты, которые приезжают на территорию Российской Федерации, ну, во-первых, их не должно быть, как бы, они не должны быть нелегальными, должно все быть легализовано. Во-вторых, эти мигранты должны, естественно, сдавать экзамен на язык, да?
на русский язык, в частности, они должны, если они в Москву приезжают, в какие-то в русские области и так далее. Но если они приезжают на территорию национальных республик, я считаю, что было бы совершенно логичным, чтобы они, в том числе какие-то базовые вещи по родным государственным языкам соответствующих республик тоже знали. Приезжает в Башкортостан, будьте добры, какие-то башкирские вещи, там несколько фраз хотя бы выучите, сдайте экзамен. Приезжает в Татарстан, пусть татарский язык чуть-чуть знает. Приезжает в Чечню, пусть чеченский немножко знает, да, там как бы. Приезжает в Удмуртию, удмуртский знает и так далее. Это уважение к тем культурным традициям народов, которые живут на соответствующих территориях и которые обеспечивают этих мигрантов трудовыми соответствующими возможностями, возможностью зарабатывать деньги и так далее. Это нормально. И поэтому русский как язык межнационального общения и государственный язык на территории Российской Федерации они должны знать. И плюс еще в национальных республиках они также, с моей точки зрения, должны знать как минимум какие-то базовые вещи в части родных языков. Это вот моя точка зрения на данный вопрос. И создание и продолжение проектов этнокультурного туризма в субъектах Российской Федерации. Вроде бы это независимые темы, между тем между собой они сильно связаны. Но прежде хочу... Вот что касается этнокультурного туризма. Вот мы знаем историю с Артуром Эдельбаевым, который у нас в Республике Башкортостан отвечает за как раз этот этнический туризм. Хочу прокомментировать данный момент. Первое, значит, я раньше читал где-то на Фейсбуке, еще год-два, может, назад, тот факт, что они видят в качестве основных туристов, значит, тех, кто живет в радиусе 500 километров от Башкортостана. А я так посмотрел, кто в радиусе живет. Ну, Казахстан, Северный Казахстан, да, и Россия. Вот. Все, кто вокруг Республики Башкортостан находится, вот эти области, да, и соответствующие, в радиусе 500 километров. Ну, во-первых, вот эта культура, юрты там, да, вот эти все вещи у южных и восточных башкир, она мед там и так далее, я не уверен, что она очень сильно интересна будет казахам там кому-то, да, людям, которые с Челябинской области там, да, и так далее, и так далее. С Оренбургской области, с Свердловской области. У них есть свои пещеры в Свердловской области, свои горы уральские там, да, то есть природа там примерно такая же. В общем, я думаю, что было бы правильнее ориентироваться на финансы. Да? Вот туризм для чего делается? Для финансов. Кто может потратить много денег? Вы думаете, люди из России, у которых, значит, не очень много денег, они еле сводят концы с концами, они мечтают там уехать на море, поотдыхать там в Турции, еще где-то и так далее. Вы думаете, они много денег принесут в бюджет? Да? Вот вопрос. И вы думаете, что им особо будет интересно вот какие-то такие этнические, башкирский этнотуризм и так далее. Вот я в этом сильно сомневаюсь. Да? Сильно сомневаюсь. У казахов примерно то же самое, что у башкир в части этнической культуры. И поэтому, ну, как бы у них там лошади, да, юрты, у нас лошади, юрты. Они, вы думаете, с Северного Казахстана приедут посмотреть на башкирских лошадей? Ну, конечно, есть такая вероятность. Но с гораздо больше интереса это будет именно для тех, для кого-то в новинку. Да, и у кого больше денег есть, чтобы потратить на этот туризм. И поэтому я бы хотел бы в качестве туристов видеть англичан, французов, немцев, австрийцев, венгров, поляков, чехов, турков, арабов с южных, Соединенных Арабских Эмиратов, израильтян, южных корейцев, японцев, австралийцев, канадцев и прочих людей из представителей западной цивилизации. Да? Людей, у кого есть деньги, которые готовы тратить деньги на туризм, и которые их в гораздо большей степени потратят на туризм, чем те люди, которые вот живут, значит, в радиусе 500 километров, у которых денег не так много, чтобы они могли бы что-то нормальное там инвестировать, потратить и так далее на башкирский этнотуризм. Вот моя точка зрения. Это раз. Вот. Давайте продолжим. Хочу поздравить наших коллег. Максим. Но при этом, понятное дело, что я поддерживаю саму идею этнотуризма, это хорошо, но как бы
Ну, вы поняли, да? То есть я хотел бы видеть это на каком-то более серьезном уровне, с привлечением серьезных туристов из разных заграничных стран. Да? У нас есть специалисты из области пиара, которые что-то там пиарят, да, но что-то они не допиарились до международного уровня с привлечением соответствующих туристов. Да? Вот я обращаю на это внимание. Вот. И идея, как бы, сама идея хорошая. Вот конкретное наполнение как-то не совсем понятно, да? И прочие разные моменты. Но сама идея соответствующего этнотуризма, она правильная, она поддерживается и так далее. И также я еще хотел бы добавить на эту тему, что было бы правильным, я считаю, что если есть какая-нибудь башкирская деревня, которая находится в живописном месте, около озера какого-то, около какого-то водопада, да, там, около скал красивых, где река течет очень красивая, да, вот можно было бы приехать с этими деревенскими башкирскими ребятами, собраться и сказать, вот давайте мы привлечем западного инвестора, он построит здесь гостиницу на таких условиях, что 50% доли принадлежит инвестору, 50% принадлежит жителям этой деревни. Да? Соответственно, вот каждый человек, допустим, там 500 человек в деревне живет, ну, соответственно, да, у каждого 1/500 доля от этих 50%. И прибыль от этого гостиничного бизнеса они в виде дивидендов будут получать себе и будут в качестве работников в этой гостинице работать, да, там, и так далее. Там, гидами там будут показывать места там разные, сплавляться там по рекам местным, еще что-то и так далее. То есть это было бы выгодно и местному населению, да, и региону, потому что деньги в бюджет, да, то есть и всем бы было выгодно. Вот именно такая постановка вопроса. И привлечение денег иностранных инвесторов, да, кому это интересно, из стран западной цивилизации. Да. Вот на такой момент я хотел бы обратить внимание, чтобы местные не превращались в таких, значит, как бы сказать, людей, которые попали в долговую кабалу, там вынуждены в Сибирь уезжать, чтобы зарабатывать, да, там еще что-то, да, а чтобы с ними изначально договорились, и они стали собственниками какого-то бизнеса, может быть, искусственно, да, то есть вот в мировой практике такого я вряд ли видел, да, чтобы к индейцам кто-то приехал и из индейцев попробовал сделать буржуев. Ну, как бы, такое вряд ли, да. Но а почему не попробовать эксперимент, да? Живут башкирцы, значит, в какой-то деревне. И взять их, сделать, пусть небольшими, но собственниками какого-то бизнеса. Да? То есть, чтобы они не возражали, чтобы на их территории построили какую-то гостиницу. Да? И юридически они смогут стать пайщиками какого-то ООО, а это ООО совместно с другим ООО, которое принадлежит какой-нибудь офшорной компании, да? А офшорная компания принадлежит западному инвестору, да? Они вместе, допустим, 50 на 50, являются собственниками соответствующего гостиницы, которые на соответствующей земле, соответствующей башкирской деревне строятся. Все. Вот вам схема, которую я описал. А прибыль делится, соответственно 50, ну, как бы, соответствует тем паям, которые есть. То есть 50 у местных жителей, 50 у инвестора. Пожалуйста. Если башкиры являются собственниками этой земли, за которой воевали их предки, то они должны каким-то образом монетизировать право собственности, своей вотчинной земли, да, которыми они владеют. А как монетизировать? Вот один из способов – это получать доход от того, что какой-то бизнес инвестировал во что-то на их территории, да, и они сразу получают право собственности на это и возможность работать, да, в качестве, там, я не знаю, горничных, там, строителей, гидов, там, еще кого-то и так далее, при желании, да, соответственно. Вот что касается агротуризма, там, этнотуризма и прочих моментов. Тима Альбертовича Амелина, Владимира Викторовича Григорьева и Дмитрия Соломоновича Ицковича. Они создали уникальный инновационный издательский проект. Многоязычную антологию современной литературы народов России. И стали лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации. Добавлю, что 1 Ну, опять он говорит о российской нации. Какой нации?
национальность или гражданство российской нации. Но вообще, когда говорят о российской нации, они имеют в виду идентичность национальную. Если он не говорит, что гражданство, российского гражданства, да, российской гражданской нации, если он не говорит, то я думаю, да, что он имеет в виду как идентичность национальную. Как бы, да? Вот. Окей, то есть он хочет, смотрите, вот я как башкирский либеральный националист вижу конкурентные идентичности. Ну, например, мы видим на примере украинства и русскости, да, то есть вот конфликт между Украиной и Россией в том числе происходит, да, там по разным вопросам. Это меня не касается, но там есть в том числе и конфликт идентичности, да, там украинская, российская и прочее. Не российская, русская, русская и украинская. Это меня не касается, то есть, как бы, да, поэтому я не комментирую. И в том числе из соображений безопасности. Вот у меня, да, как бы вопрос другой. Я имею башкирскую идентичность. Соответственно, конкурентными моей башкирской идентичности являются две идентичности. Татарская идентичность и российская идентичность. Русская идентичность не является конкурентом для меня. Ну, то есть, как бы, я сомневаюсь, что, значит, представители башкирского этноса, они прям так желают, значит, стать как бы русскими, да, то есть как бы в этническом плане, как идентичность, да, то есть русская идентичность, она не является конкурентной. Российская может являться конкурентной, да, потому что это же хитрым образом он все назвал российская идентичность, российская нация, да, вот чтобы ассимилировать в том числе и представителей башкирского этноса в российскую идентичность. Да? Поэтому российская идентичность является конкурентной, а русская не является. Понимаете, да? Татарская идентичность тоже является конкурентной, и мы знаем, что внутри вот этой татарской идентичности сидят достаточно большое количество западных башкир. Да? И поэтому, когда я формулировал, соответственно, 3 тезиса по поводу будущей башкирской нации, 3 пункта. Первое – это детатаризация западных башкир. То есть как раз речь идет про вытаскивание башкир из конкурентной татарской идентичности. Вытаскивать добровольно. То есть они сами должны вылезти из этой идентичности и как бы осознать свою башкирскую идентичность. А с идентичностью по-другому не бывает. Да? То есть это как бы там невозможно. То есть там вот по поводу переписи тоже вот история, да, то есть как бы я противник того, чтобы кого-то брали и записывали какой-то национальностью. Люди сами должны осознать и определить свою национальность, как они сами ее считают. Как бы, да, вот их можно убеждать, там, какие-то документы исторические давать, спорить, там, вести всякие дискуссии. Но идентичность такая штука, что они сами должны определиться. Понимаете, да? То есть первый шаг – это детатаризация западных башкир. Второй шаг – это создание русских республик, ну, чтобы русские не пытались навязать русскость национальным меньшинствам. Да, чтобы у них были свои русские республики, и пусть там делают все, что хотят. Пусть вводят ограничения на, если не хотят, значит, на мигрантов, в том числе нелегальных, там, да, пусть делают, что хотят, пусть строят везде православные храмы, если они это хотят делать. Пусть, если они родноверы, пусть там что-то другое строят, там, пусть, ну, в общем, все что угодно пусть делают в рамках своих русских республик. Пусть православный коммунизм строит, социализм, там, или наоборот, пытаются интегрировать в западную цивилизацию каким-то своим хитрым способом. В общем, меня это не касается. И третий шаг – это изменение менталитета представителей башкирского этноса. Да? То есть, чтобы менталитет соответствовал нации. Чтобы это не был менталитет этноса, а был менталитет нации. Да? Поэтому 3 шага, которые я в отдельном видео уже обозначал, это детатаризация западных башкир, это создание русских республик, второй шаг. И третий шаг – это изменение менталитета. Вот после того, как 3 шага будут сделаны, они могут параллельно делаться. Да? То есть вот постепенно меняется менталитет, постепенно русские там приходят к идее необходимости создания русских республик. И постепенно, значит, там какая-то часть западных башкир осознает свою башкирскую идентичность, что они не татары там и прочие моменты. Это постепенно, это может параллельно идти, не обязательно первое, второе, третье, да, как бы, не обязательно. То есть это параллельные процессы, которые одновременно даже могут идти.
И я надеюсь, они будут идти одновременно. Ну, какие-то из этих шагов уже начались, совершенно точно. Вот. И вот после этого у нас будет возможность иметь нормальную башкирскую нацию. Да, как бы, нормальную башкирскую либеральную нацию. Что я хотел сказать. В котором будет, ну, по всей видимости, значит, литературный башкирский язык и северо-западный диалект башкирского языка, он же старый башкирский язык, да, будет приятие и понимание, почему так происходит и что это абсолютно нормально. Будет 40-45 родов с соответствующими территориями, гербами, вотчинными землями и прочее, прочее, атрибутами всеми и так далее. Да? То есть вот это я называю башкирская либеральная нация. Как бы вот именно так. Давайте продолжим слушать. Марта стартовал новый этап приема документов на соискание этой премии. С учетом ее значимости, мной принято решение увеличить размер премии до 5 миллионов рублей. Также хотел бы поблагодарить всех членов нашего совета за активное участие в подготовке и последующему принятию поправок в Конституцию Российской Федерации. Принятые абсолютным большинством граждан изменения закрепили в основном законе и ключевые ориентиры государственной и национальной политики. Там много об этом сказано. Это укрепление единства народов России, обеспечение межнационального согласия, сбережение этнокультурного и языкового многообразия. Смотрите, вот человек, который и государство, которого сделало все, чтобы уничтожить родные языки народов России, кроме русского, нам рассказывает о сбережении языкового и этнокультурного разнообразия. Чтобы вы понимали, да? То есть он в 2017 году подписал закон соответствующий. Да? Он уничтожил федерализм. Он уничтожил, значит, права на выборность соответствующих в некоторых местах глав регионов, мэров и прочие моменты, да? То есть это он как бы все сделал, чтобы было понимание. Он там и его команда. И вот он нам сейчас рассказывает, как обеспечить языковое многообразие, сохранить языки, значит, и прочее, прочее. Вот у меня есть большой уровень недоверия к тому, что сказано, да, то есть как бы, потому что я из опыта знаю, что часто, когда они что-то говорят, что-то там хвалят, как бы в нужном направлении, потом они именно против этого же и делают, да? И Путин очень часто это делал. Как бы вот 20 лет я как бы слежу за его деятельностью, и я просто знаю, как они работают. Как ГБУшечка работает, как бы, да, вот эта вся система работает и так далее. То есть задача Путина уничтожить национальные республики. Если это не будет связано с какими-то серьезными для него рисками. То есть если риски будут серьезными, то он, естественно, от этой идеи отойдет. Вот, да, как бы. А если это серьезные риски для него из-за этого не возникает, то он, соответственно, будет желать уничтожить национальные республики. И первый шаг для этого это как раз это лингвоцид и этноцид, да, соответствующий. То есть уничтожение языков для того, чтобы потом люди сменили свою идентичность, там стали россиянцами, еще что-то, да, и затем уничтожение соответствующих национальных республик. И в соответствующих идеологии он говорил, что вот советский язык, Советский Союз развалился по национальным республикам, там еще что-то там и прочие моменты. И он по-хитрому решил, давайте, чтобы не было национальных республик, вначале нужно эти национальности уничтожить. Для этого первым шагом нужно уничтожить их языки, там, да, а для этого нужно, соответственно, сократить их обучение в школах, а для этого нужно сократить их финансирование, чтобы не было мультфильмов и фильмов на башкирском языке, например, да? Чтобы не было вузов башкироязычных, уничтожить исторический факультет, например, БГУ, там, да? Уничтожить вообще образование на башкирском, создать всякие невыносимые условия для школьников и стимулировать конфликты внутри этих этносов, в том числе между башкирами, татарами и прочее. То есть это все звенья одной цепи. Да, это ряд мер, которые ГБУшечка принимает для уничтожения национальных меньшинств, их языков, их культур, да, и для того, чтобы мы стали как индейцы,
чтобы вот там этнокультурное разнообразие выражалось в том, что, значит, кто-то там на курае что-то сыграет, там в шапочке в лисе побегает. Такие индейцы такие, да, башкирские индейцы. Там туристические маршруты там какие-то. Вот. Вот для этого, собственно, вся эта идея и проводится, да, чтобы было понимание. Давайте дальше. Страны. Все нормы обновленной Конституции получат развитие в федеральных законах. Такая работа, как вы знаете, уже идет. В частности, правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики. Концепция государственной языковой политики. Отлично. Обратите внимание, что вот у нас здесь сидит госпожа, вот видите, да? Ее зовут Лилия Гумерова. Она сенатор от Республики Башкортостан. Она прекрасный человек, она прекрасно читает стихи. Давайте послушаем. С такой командой, братцы, не страшно нам ничто. Партнеров провокаций и санкций разворот. Мы верим, жить России и будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть. Лилия Гумерова, Совет Федерации. Вы поняли, да? То есть вот такие кадры. Просто кадры лучше не Назвали придумаешь. Навального симулянтом, даже не посещая его в колонии. Так Давайте выключим вот это вот. Да? Вот. То есть поняли, о каких кадрах идет речь. Вот примерно такие кадры, я так понял, они, собственно, в Республике Башкортостан почти везде. Вот примерно такие кадры. Да, как бы на уровне государства, Курултая, тех, кто ответственен за национальную политику. То есть это вот все, что есть башкирское, да, это вот именно такого направления. Вот именно такого направления. То есть это представители башкирского этноса, задача которых вообще не стоит никакая башкирская нация, там вообще не стоит башкирский язык, там башкирская идентичность и что-то либо другое. Да? Там стоит задача уничтожения всего башкирского, создания симулякров чего-то башкирского, значит, российская нация, там вот это вот этнотуризм, какие-то прочие моменты и так далее. Ну, к Кедельбаеву Артуру я отношусь с уважением, и поэтому, когда я говорю про этнотуризм, не надо считать, что вот я лично его критикую, нет. Да? То есть, как бы, я говорю вот общую канву, которая, собственно, проводится данным государством и вот данным человеком, который это государство возглавляет. Да, чтобы у вас, уважаемые зрители, вообще было понимание общей концепции, да, что происходит. Вот, то есть список людей, кто здесь сидит, что-то из Татарстана никого не видно, там из Чечни, там из каких-то других национальных регионов, да, на фамилии обратите внимание. И вот наша уважаемая Лилия Гумерова из Республики Башкортостан, которая прекрасно читает стихи. И, судя по всему, она кадр высочайшего уровня. Просто высочайшего уровня. Продолжим давайте. Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества. До конца текущего года Госдума в третьем чтении примет изменения в закон о языках народов Российской Федерации. В нем будет отражена ответственность государства за сохранение родных языков народов страны, создание условий для их изучения и развития. Посмотрите, здесь такой момент, что он говорит, что будет до конца года там принята концепция развития языков, народов, сохранения и так далее. Во-первых, есть подозрение, что это опять будет какой-то симулятор. Во-вторых, вот смотрите, в 2017 году он принял закон, подписал закон об уничтожении родных, ну, то есть об неизучении их в школах и так далее, да? 4 года с тех пор прошло. А одно поколение это 20-25 лет, да? Скажем так. 4 года. То есть это, если от 20 лет смотреть, то это 20% от жизни одного поколения. Да? То есть вот считайте, что это большой срок, это огромный срок. Вот если он еще лет 20 будет править, да, и уничтожать родные языки, если местное сообщество не будет их цифровизировать, да, и каким-то другим образом их сохранять, то
учитывая уровень, как бы сказать, уровень того, что доля националистов в соответствующих этносах достаточно невелика, они вполне могут уничтожить родные языки народов России, если он еще будет сохранять эту политику и оставаться у власти, чтобы было понимание. Да, то есть, возможно, сейчас он почувствовал какое-то, значит, падение своих рейтингов, какое-то давление в связи вот с той политикой, которую они проводят, и поэтому решил немножко дать заднюю. Возможно, то есть я не знаю точно, да, то есть опять же будет это симулякры, или они реально переведут на башкирские мультфильмы фильмы, реально они сделают, не будут воровать деньги, а значит откроют какой-нибудь башкироязычный вуз, ЕГЭ на башкирском сделают, там, да, еще что-то, то есть я не знаю, что они собираются делать, да, как бы. Но вот он что-то такое там говорит. Является ли это просто набор слов, либо же реально что-то сделают? Я не знаю, как бы, да? Но опыт показывает, что очень часто они что-то говорят, потом это не делается. Это замалчивание, это как бы ситуация того, чтобы все как бы по инерции шло, а инерционный процесс, он как бы проигрышен. Да? То есть как бы я в одном из видео показал, что для сохранения языка и развития его цифровизация необходима. Да? Цифровизация там, и рост национализма, рост цифровизации, да, там, и прочие такие моменты. Там, количество мультфильмов, фильмов на башкирском там, и так далее. То есть уйти в сеть, уйти в цифру. Да, как бы, если государство не дает, то ты уходишь в цифру, и как бы и все. И те, кто хотят все это сохранить, они это сохраняют. Вот. А остальные, они на уровне этничности, значит, оставляют свою идентичность, но потом в следующих поколениях там, или при изменении государственного режима, там, при падении политического режима, они, соответственно, это возобновляют. То есть, как бы, здесь разные варианты возможны. Да? Потому что давайте вот даже с евреями сравнимся. Вот евреи в какой-то момент утратили свой родной язык, и затем они его восстановили, насколько мне известно. Так, с башкирским языком, соответственно, если у нас вот есть разные вот такие вот вещи, да, на башкирском, даже если они утратят этот представитель этого башкирского этноса язык свой, то потом при желании вам нужно, вот, базируясь на вот этих вещах, и восстановить. Вы же понимаете, да, этот момент? Я надеюсь. Сейчас я сделаю обратно. Так. Вот это, да? Да. Здесь у нас где-то табличка вот эта есть. Вот она. Оставим пока. Так, вот. Давайте продолжим. Я прошу членов Совета активнее подключаться к законотворческой деятельности, обеспечить экспертное сопровождение работы депутатов в профильных сферах. Уважаемые коллеги, для успешного решения задач, которые стоят сегодня перед нашей страной, важна не только эффективная экономика и компетентное управление. Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее, можно сказать, значение имеет солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее. То, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием. Общероссийская идентичность, гражданское самосознание. Не совсем определенно. Общероссийская идентичность. Вот что он имеет в виду под общероссийской идентичностью? Общероссийскую гражданскую идентичность? Или он хочет сделать российскую национальную идентичность? Вот в чем вопрос. Тут я однозначно не скажешь, да? То есть, как бы, поэтому придраться к фразе не могу. Как бы, да? В практике ряда государств гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как конкурент. Считаю такой подход, у нас, во всяком случае, мягко говоря, абсолютно некорректным, а для нашей страны, хочу это подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемым. Человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас всех одна.
большая Россия. Это Вот это было бы правильно, если бы у нас был федерализм, то, что он говорит. Да? Если бы у нас был федерализм, то у нас был бы союз разных народов внутри Российской Федерации, с соответствующими правами, соответствующими русскими республиками, да? Чтобы этнические русские имели свои русские республики, там 50-60 штук, да, там, я не знаю, Русская Дальневосточная Республика, Русская Сибирская Республика, Русская Нижегородская Республика там, и прочее, да, соответствующими русскими законами в этих республиках и так далее. И тогда был бы союз русского народа и разных этнических меньшинств нерусских народов. И у всех народов были бы свои суверенные республики, которые объединены были в Федерацию Российской Федерации. Вот тогда бы это было бы, то, что он сказал, было бы правильно. Но он же сам уничтожил федерализм, да? То есть ему русские республики ему не нужны. Ему русские республики за пределами России ему нужны, а внутри Российской Федерации ему русские республики не нужны, чтобы вы понимали, да, как бы этот момент. касается и национальных языков и обычаев. Наш общий государственный русский язык, сформированный на века общие культурные, духовные ценности и традиции, все это укрепляет единство и силу России. Единство и сила России. Окей. Обеспечивает наш суверенитет, независимость. Хотел бы подчеркнуть, в основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины. Да, это само собой, но для разжигания конфликтов провоцирует, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Вот, ну, как бы, вы же понимаете, то есть его логика такая достаточно примитивная на самом деле. Вот с Бесвана все это началось, и он, собственно, этой концепции и придерживается. Он решил, что для того, чтобы не было национальных конфликтов, нужно нации упразднить, национальные республики упразднить, национальные языки упразднить, значит, всех ассимилировать, и тогда у них будет российская нация, как бы все русскоязычные российская нация, ой, как хорошо, нет тогда никаких национальных конфликтов, и нет никаких религий, ну, либо в православие всех засунуть, либо пусть вообще будут без религии, какие-нибудь атеисты, еще что-нибудь там, в общем, вот, примерно так. То есть, как бы, упростить, да, то есть, вот, ну, я вот тут тоже думаю, вот, допустим, я президент, да, это 140 с чем-то там миллионов, огромная территория, 7-я часть суши. Что там, блин, кто замутит, там фиг поймешь, там, как бы, да, там ФСБшники приносят какие-то бумажки, там, А4, там, что они там написали, наврали, не наврали, как ты поймешь вообще, как всем этим управлять. Давай-ка я всех их сделаю россиянцами, сделаю одну российскую нацию, значит, и всех уравню, значит, уравню, на лысо побрею, чтобы все были лысые, одинаковые, как бы, говорили на одном языке, в общем, и все считали себя россиянцами, лицами российской национальности. Ну, такой вот конструктивистский подход, и он именно этот подход, значит, ну, сказал Тишкову, чтобы Тишков его реализовал. И они поэтому пытались там закон о российской нации внедрять, там еще что-то. Потом у них были какие-то проблемы с русскими националистами, потому что русские националисты, я так понимаю, что там разные они есть, разных направлений, и они тоже особо как-то не хотят ассимилироваться. Вот есть русские националисты, которые не хотят смешиваться там, с представителями других народов, да, и они имеют право не смешиваться. Как бы, да, вот почему русские должны смешиваться с нами, там, с бурятами, там, с якутами, с марийцами, еще, с карелами, с татарами, еще с кем-то, да? Почему? Они имеют право не смешиваться. Это их право не смешиваться. Их право сохранять свою русскую идентичность, как бы, да, быть русскими, как бы, как они хотят, и так далее. Это право человека, как бы, оно закреплено, оно неотчуждаемо и так далее. А наше право тоже. Мы тоже имеем право не смешиваться. Мы не хотим смешиваться, быть, значит, он хочет из нас сделать котел, да, где там все смешались, значит, утратили свои языки, идентичности, все стали россиянцами, лица российской национальности, частью российской нации, вот какая у нас российская идентичность, ой, как хорошо, значит, да, вот мы имеем право, значит, иметь соответствующие национальности, религии, языки и прочие моменты. Да? И как я уже говорил, до этого они, наверное, понимают, что
Вот их политика, она ассимилирует финно-угорские народы и какие-то мелкие народы севера, вот эти малочисленные народы севера и так далее. Да, вот как бы, а основные некомплементарные народы с точки зрения русских националистов — это люди с Кавказа. Кавказцы не ассимилируются. Они, может, по языку как-то ассимилируются, но по идентичности, по религии, по каким-то другим вещам они абсолютно не ассимилируются. Ни в русских, ни в россиянцев, так называемых, и прочее. Да? И поэтому, как бы, вот если такую политику проводить, это значит уничтожать тех, кто, из кого они сами состоят. Да, я повторяюсь, вот Путин состоит из кого? ДНК Путина. Финно-угорская кровь, там высокая доля. То есть язык у него славянский, как бы, а ДНК у него финно-угорская там очень много. И вот они с помощью вот этого, они, значит, финно-угров уничтожают с помощью этой политики. Карелов, Коми, Эрзя, Мокша, удмуртов, еще какие-то прочие народы и так далее. Потому что кто такие русские? Там были куча разных финно-угорских народов, в том числе. Древляне, кривляне, еще какие-то мурама, там, еще какие-то там, в общем, много. Да? Где они? Куда делись? Куда делись эти народы? Понимаете? То есть они хотят их всех, значит, в русских превратить. Ну, либо в россиянцев. Если вот в русских не получается, да, как бы, вот есть какие-то национальные меньшинства, которые уперлись и не хотят быть русскими. Вот они поэтому хотят их россиянцами. Давайте мы, значит, российскую нацию, и вы будете россиянцами. Вот примерно так. Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности. Допустим, и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода. На сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но эти вопросы требуют постоянной, я бы сказал, каждодневной работы. И, кроме того, мы понимаем, что они всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой. Поэтому хотел бы еще раз повторить. Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно и в связи с предстоящей всероссийской переписью населения. Я хотел бы об этом отдельно тоже сказать. Она проводится, как правило, раз в 10 лет, дает наиболее полную картину о числе и численности больших и малых народов. И эта картина должна быть абсолютно объективной. Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительные соблюдения конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам. Посмотрите, по поводу дискриминации по этническим признакам, я, честно говоря, не понял, при чем здесь перепись и дискриминация по этническим признакам. Но раз он сказал про дискриминацию по этническим признакам, я обращу внимание на несколько моментов. Смотрите. Совет директоров компании «Башнефть». Вот посмотрите фамилии. Да? Кто из них является башкиром этническим? Компания «Башнефть». Кто? Выберите, посмотрите. Да? Не башкир, не башкир. Непонятно кто, не башкир, не башкир, не башкир, не башкир, не башкир, тоже не башкир, как на самом деле. Не башкир, не башкир. Да? Компания БСК. Это у нас совет директоров компании БСК. Смотрим список. Не башкир, не башкир, не башкир. Непонятно кто, не башкир, возможно башкир. Ну, тут непонятно кто. Не башкир, не башкир, не башкир. Возможно, что башкир, не башкир. Компания БСК. Да? Дальше.
Компания УМПО, тоже крупная компания, смотрим менеджмент. Да? Симонов, Евстафьев, Слепнев, Саков, Лютов, Кондрашов, Борисов, Бармин, Сакаев. Вот, да, Сакаев, непонятно кто. Ключников, да, Хамитов, Камиль Рустамович, сын вот данного персонажа, Рустама Закиевича. Ну, обратите внимание. Вот, да, как бы. Кузьмин и Копысов. Какой процент представителей башкирского этноса вы увидели в составе совета директоров этих трех компаний? Ну, это вот вопрос. Для сравнения, это к вопросу об этнической дискриминации башкир на территории Республики Башкортостан, чтобы было понимание. Да? И вот тем словам Путина, который говорит, что не должно быть этнической дискриминации. А эти компании кому принадлежат? Да? Кто является собственником этих компаний? Тоже давайте спросим. Да? И вы поймете, кто является собственником этих компаний. Если вы думаете, что Хабиров имеет возможность влиять на эти компании, то нет. Вот как бы у этих компаний есть конкретные собственники, они, я не думаю, что к Хабирову имеют вообще какое-то отношение, чтобы вы понимали. Да? Теперь, что касается, для примера, посмотрим на Татнефть. Вот это у нас совет директоров компании Татнефть. Миниханов, Маганов, Тахаудинов, Газатуллин, Халимов, Сабиров, Сорокин. О, видите, Нурмухаметов, Хисамов, Сюбаев, Аглиулин, Гухова. Вот, да? Вот. То есть, чувствуете разницу, да? Почувствуйте разницу совет директоров Башнефти и Татнефти. Почувствуйте разницу, да, вот между тем, что происходит в Республике Башкортостан с дискриминацией башкир, да, и в Республике Татарстан. Да. В Республике Татарстан вообще, как бы, если бы я был этническим русским в Республике Татарстан, у меня могли бы возникнуть определенные вопросы, исходя из отношения населения и так далее, и так далее. Вот. Но так как я являюсь этническим башкиром, да, вот у меня, как бы, башкирским либеральным националистом, соответственно, у меня возникают вопросы по поводу этнической дискриминации башкир в Республике Башкортостан и, в частности, в городе Уфе, когда я смотрел вот на советы директоров вот этих компаний. Далее давайте обратимся к такому вопросу, как что у нас там с вывесками на родных языках. Вот, допустим, в Республике Татарстан, вот какие-то там вывески, да? Смотрим на картиночку, что мы там видим. Видите, что тут написано? Торак квартал. И там что-то Хастахана, УЗГ там и так далее, и так далее. Это в Татарстане. Я бы на самом деле белым цветом бы сделал, вот это почему-то серым. И я бы вначале на татарском, потом на русском, потом на английском. Да? Но они зачем-то на татарском внизу сделали и серым. Ну да ладно. Но у них, по крайней мере, вот на этих вывесках есть татарский язык в Татарстане. Смотрим, что у нас в Республике Башкортостан. Это у нас вот вывески такие, стоят везде по Республике Башкортостан. Обращаю ваше внимание. Я обращаю в том числе представителей западной цивилизации. Представители западной цивилизации, обратите внимание, это город Уфа. Вывеска на русском, на английском, на русском, на английском. Да? Вот здесь Хакимовская мечеть, Хакимов мозг. Если нет этнической дискриминации и все нации равны, то значит в Республике Башкортостан, где башкирский язык является государственным языком, из-за существования которого более миллиона башкир погибло, чтобы был создан Республика Башкортостан, да? Как бы, наверное, было бы правильно, если здесь была бы надпись Хаким Месете, допустим, да, или Мустай Карим Хайкале. Ну, вот так вот. Тем более место есть, вот, чтобы на башкирском добавить, да, вот здесь вот. Ну, в целях уменьшения дискриминации по этническому признаку. Так, слово, да? И причем вот это все было поставлено в 2020 году, который был назван годом башкирского языка. То есть это вот такое прямое издевательство над башкирами, да? Они в год башкирского языка в столице Республики Башкортостан ставят вот эти таблицы, где нет башкирского языка, чтобы вы понимали. Да? Вот обратите ваше внимание. Будущее поколение башкирской нации и представители западной цивилизации, я к вам обращаюсь, потому что у меня нет никаких иллюзий по поводу нынешнего фашистского государства, их политики там, и прочее, прочее.
а вот вы должны как бы сделать соответствующие выводы, что творилось вот у нас в эту соответствующую эпоху и время. И одновременно они поставили вот этот памятник правам человека. И вот видите, среди этих прав человека есть язык. Вот язык написано. Родной язык написали. Они не написали Туган Теле на башкирском. Да? Тут вообще нет ни одного слова на башкирском. Они тут все на русском, еще на equality, nation, там, да, liberty, то есть как бы freedom, personal life и так далее, и так далее. Репутация. То есть автор этого памятника Валериан Гагин. Да, они себя либералами называют. Там. То есть как бы они вот либералы. Видите? То есть они либералы, и либерализм им нужен только для них. Они считают нас индейцами, людьми низшего сорта, которым даже на памятнике нельзя поставить на их родном языке нормальные надписи, чтобы вы понимали, уважаемые будущие члены башкирской нации и представители западной цивилизации. Я прошу всех обратить внимание, потому что я считаю это преступлениями против, во-первых, против национального единства, преступления против башкирской нации, преступления, дискриминационные преступления против башкирского языка и так далее. То есть и эти преступления должны быть, те, кто к ним причастен, они должны быть наказаны. Я считаю, что такие преступления, они не имеют сроков давности. Да? Соответственно, я прошу обратить на это внимание и как минимум какие-то санкции, возможно, вводить против лиц, которые причастны к данным преступлениям. Да? То есть памятник должен иметь башкирские надписи тоже. Туган Теле, там, гуманность, там, азатлык, либерти, там, еще что-то и так далее. И вот здесь надписи тоже должны быть везде. Башкирский язык должен везде быть включен. И не только на этом памятнике, надписях, а везде по Республике Башкортостан. Это моя точка зрения, это моя позиция. Теперь, что касается... так, да, давайте продолжим. Это вот по поводу дискриминации по этническому признаку, в частности, представителей башкирского этноса в Республике Башкортостан и дискриминации башкирского языка также в Республике Башкортостан и в частности в городе Уфа. Продолжаем смотреть. Деление на чужих и своих, на лучшие, это не лучший пример. Вот если они не делят на своих и чужих, почему они вот сюда не поставили башкирский язык? Значит, они делят на чужих и своих. Значит, они считают, что башкиры являются людьми второго сорта, что даже в Республике Башкортостан не могут поставить вот эти вывески с башкирским языком. Вот они делят нас на чужих и своих, чтобы было понимание. Они делят нас на чужих и своих, что в составе совета директоров, да, нету людей, практически очень мало, либо отсутствуют лица и с башкирской идентичностью, и представители башкирского этноса и так далее. Обратите внимание. А если кто-то есть, то это дети каких-то бывших чиновников высокопоставленных и так далее. Связанные с ФСБ, там, с ГБУшечкой и прочее. А людей-профессионалов нет. Ну, просто нет. Это и есть дискриминация по этническому признаку. Да, я прошу обратить на это внимание, и чтобы было точное понимание. Да, в соответствии со всеми законами, которые приняты в странах западной цивилизации, это является дискриминацией по этническому признаку. И просто обратите на это внимание. Пример для подрастающих поколений. Гражданское самосознание, так же как и патриотизм, не даются при рождении, они формируются. Вот для формирования гражданского самосознания и патриотизма, для того, чтобы максимально сильно уничтожить гражданское самосознание, да, нужно максимально сильно уничтожать и унижать соответствующие народы. Тогда у них совершенно точно не возникнет никакого гражданского самосознания, вот, соответствующего государства. Да, как бы. Поэтому, ну, как бы, вот такой момент нужно иметь в виду. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют средства массовой информации. Всей нашей общественной средой, культурой, наукой, образованием. Все это наравне с традициями семьи вносит свой вклад в воспитание молодежи. И как здесь не вспомнить период вынужденных ограничений? Вот я с этого, собственно говоря, начал, но сейчас не могу об этом сказать еще, не могу не сказать дополнительно. Замечательные примеры взаимовыручки, бескорыстной помощи, сплоченности людей.
Причем вне зависимости от возраста, социального статуса, национальности и вероисповедания. Все эти примеры мы видели совсем недавно. И важно, чтобы эти примеры становились моральным ориентиром для молодых людей, для детей. И, конечно, для того, чтобы осознать себя частью огромной, прекрасной страны. Любить свою родину, молодые поколения должны, чтобы любить свою родину, молодые поколения должны ее знать. Во всем многообразии причем, природы, географии, истории, культуры, традиций наших народов. Надеюсь, решение этой задачи поспособствует и национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы сегодня тоже об этом поговорим. В ноябре прошлого года, вы знаете, было поддержано предложение о его разработке и запуске. Также поддерживаю и ваши, коллеги, предложение предусмотреть в данном нацпроекте меры по развитию этнокультурного туризма. Наверняка сегодня об этом будет сказано. Россия обладает самобытным, уникальным наследием наших народов. Все это, безусловно, общее богатство, и оно должно быть доступно каждому жителю нашей страны, каждому гражданину страны, всем, кто живет на этой земле. И повторю, прежде всего, это касается подрастающих поколений. Давайте перейдем к нашей повестке дня. Слово академику Ташкову Валерию Александровичу. Пожалуйста. Тишкову. Не Ташкову, а Тишкову. Валерий Александрович. Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. У меня несколько, можно сказать, выстроенных многолетними занятиями тезисов по этой теме. Первое, что я хотел бы сказать, что вопрос о... Потому что, смотрите, я просто до этого видео смотрел, я сразу предысторию вопроса расскажу. Там много-много лет уже идет игра слов. Многонациональная нация, многонациональный народ или многонародная нация. Как бы, то есть они так играли словами. В общем, точного определения никто из них дать не может. Да? Как бы, у меня есть своя идеология из определения этнос, нация там, и прочее. Но сейчас я не хочу про это, да, как бы, потому что это отдельно. Вот, и они по-всякому там игрались. Как бы, многонациональный народ, раньше был многонациональный народ, потом это не понравилось, потому что Путину захотелось, чтобы была российская нация. Как бы он долго думал и решил, нужно, чтобы была российская нация. Слово нация ему больше нравится. Nation, нация и так далее. Вот, единство российской нации, всех, значит, сделать россиянцами, российскую нацию и так далее. И вот под это дело, значит, они по-всячески изгаляются, придумывают разные идеологии, там, туда-сюда. Вот Тишков, соответственно, тоже этим задевается. И вот давайте послушаем, как он будет выпутываться, чтобы, с одной стороны, значит, ну, как бы выполнить пожелания Путина, да? С другой стороны, как бы какую-то идеологическую, научную базу, вот, под все то, что он говорит, преподнести. Вот давайте. Это прикольно, на самом деле. Гражданской российской идентичности – это вопрос о... Гражданская российская идентичность опять. То есть вот они уже от слова российская идентичность отошли, потому что понимают, что как-то люди не принимают российскую идентичность. Да? Поэтому слово гражданское добавляется. Да. А тут, как бы я же уже говорил, тут вопросов нету. Российское гражданство. Вот я являюсь российским гражданином. Вот он. Я как бы лучше бы был бы гражданином как бы, страны западной цивилизации, но так уж сложилось, к сожалению, что на текущий момент я являюсь гражданином России. Да, вот если представители западной цивилизации меня смотрят и поспособствуют тому, чтобы я был гражданином страны западной цивилизации, то это было бы хорошо. И одновременно я являюсь, вот смотрите, гражданином Республики Башкортостан. Вот, как бы формально по паспорту, да, видите. А что касается меня лично, то лично я считаю своей родиной Республику Башкортостан. Россию своей родиной я не считаю. Также, да, лично я имею идентичность, башкирскую идентичность. Я не считаю себя, я не имею российскую идентичность. Я не являюсь россиянцем. Я являюсь, значит, я башкирский либеральный националист. Я имею башкирскую идентичность. Как бы, да? И моей родиной является Республика Башкортостан, чтобы было понимание. Мое гражданство – российское гражданство.
как бы, да, то есть ввиду отсутствия независимого государства башкирского, я не могу иметь исключительно гражданство Республики Башкортостан вне контекста российского гражданства. Я его просто не могу иметь. Да, как бы оно не признано. Нету отдельных башкирских паспортов. Есть вот такие российские паспорта, в которых, по крайней мере, вот у меня есть вкладыш Республики Башкортостан. И я, кстати, не хочу менять этот паспорт в 45 лет, где не будет вкладыша что-то Республика Башкортостан. Я не хочу менять паспорт. Да? Я хочу, чтобы у меня была вот этот вкладыш, где показано, что это Республика Башкортостан. И я являюсь гражданином Республики Башкортостан. Видите? И Башкортостан — это моя родина. Понятно, да? Башкортостан — это моя родина. Не Россия, а Башкортостан является моей родиной. И я имею башкирскую идентичность. И я являюсь башкирским либеральным националистом. И я не имею российскую идентичность. И никто не имеет права навязывать мне какую-либо идентичность. Ни российскую, там, ни татарскую, ни русскую, там, ни какую-либо другую идентичность никто не имеет права мне навязывать. Это право человека самому решать вопрос о своей идентичности. Точно так же я имею право на любой язык, как бы, да, и говорить на любом языке. И, как бы, и прочие разные моменты. В части религии там, и так далее, и так далее. Вот. Что касается этого момента. Сознание, кто есть мы как народ, как складывается образ страны в сознании граждан и что объединяет граждан в единое целое. Гражданская идентичность — это понятие сравнительно недавно у нас появилось. Видите? То есть он относительно недавно, то есть они пытались вот этот закон о российской нации по-всякому, потом у них не получилось. И на самом деле, я думаю, не получилось не из-за нас, национальных меньшинств, а из-за русских не получилось. Просто русские тут не захотели они быть россиянцами. Ну, как бы, да? Что я могу сказать? Вот есть русские, да, они этнические русские, они говорят на русском языке. Не хотят они быть россиянцами. Да, то есть, там, как бы, да? То есть я еще раз повторяю, я хочу, чтобы русские создали русские республики. Русские республики, чтобы они области подняли до статуса республик. Чтобы у русских внутри России были русские республики. Вот что я хочу. Я надеюсь, русские в будущем захотят это сделать, и это сделают, и тогда будет победа федерализма. Когда русские это сделают, тогда будет союз национальных республик. Там, часть из этих республик будет русскими республиками, часть из этих республик будет республиками, там, Татарская республика, Башкирская, там, Чувашская, Марийская, Удмуртская, там, и прочее. Как бы. Все просто. Да? То есть, вот это и есть реальный федерализм. И в соответствующих республиках будет больше бюджетный федерализм, не будет никаких, значит, олигархов путинских, которые будут там воровать все, да? Власть будет сменяема, можно будет там голосовать и как бы играть большую роль соответствующему населению и народу, который будет соответствующие решения принимать, да, там, и прочее, прочее. То есть вот это и есть нормальный федерализм, как он должен работать в нормальных государствах. Вот. В общественном языке и в научном синоним можно считать общее национальное самосознание. Видите, он неправильно говорит. Общенациональное самосознание и гражданская идентичность – это разные вещи. То есть общенациональное самосознание я не имею, вот лично я не имею и не хочу иметь, и не буду иметь никакого общенационального самосознания. Да? То есть как бы есть разные национальности, нации. Ну, кто-то этнос, кто-то нация, в зависимости от уровня их соответствующего развития. Да? Вот как я, в соответствии с моей идеологией. В соответствии с моей идеологией, соответственно, вот эти этносы и нации, которые имеются, они имеют полное право быть соответствующими этносами и нациями. И соответствующие представители вида Homo sapiens могут быть частями соответствующих этносов и наций. А российским является гражданство. Гражданство. И там нет ничего национального в российском гражданстве. Это чисто гражданство. Это, как вы сказали, прежде всего чувство сопричастности со страной, ответственности за нее. И наличие такого самосознания среди граждан обеспечивает легитимность, суверенитет российского государства. Вот смотрите, значит, я не чувствую никакой сопричастности к российскому государству. Я чувствую сопричастность к Республике Башкортостан.
так как Республика Башкортостан является моей родиной. Вот. Чтобы вы понимали, да? Как бы я вынужден мириться с наличием значит, какого-то другого государства, и в частности тем фактом, что Республика Башкортостан входит в состав данного российского государства. Я вынужден с этим мириться. Как бы, да? Вот. Соответственно, и я рассматриваю Российскую Федерацию как на текущий момент, понятное дело, что федерализма нет, но я вижу в будущем данное государство как федерацию, как Российскую Федерацию именно, то есть в которой есть реальный федерализм с соответствующими моментами, да? Как бы, и наличие федерации в том числе означает уменьшение дискриминации, в том числе по этническому признаку. Потому что когда у вас вот такая ситуация в советах директоров Башнефти, БСК, УМПО и прочих компаний, да, вы понимаете, что это есть этническая дискриминация. Вы понимаете, что вот это тоже есть этническая дискриминация, да? Что вот это есть этническая дискриминация, да? И прочее, что есть политика лингвоцида и этноцида, которая проводится соответствующим государством, да? И соответствующее государство не вызывает никакого желания быть каким-либо образом этому государству сопричастным. Ну, вообще никаким образом не вызывает. Да? То есть это как обратная реакция происходит. Да? Это как совок. Да? Вот, как бы вот есть такой момент, когда Виктор Цой пел песню где-то там, и потом кто-то пришел и сказал: все, концерт закончен, до свидания, там, в общем. Понимаете, вот что такое совок. Да? И здесь, вот, значит, решили сверху, что сопричастность к российской нации, да, российская нация, в общем, и прочее, прочее. Вот я лично никакой сопричастности к российской нации не чувствую, частью российской нации не являюсь. Вот, как бы, да. Единственное, что у меня российское, не по моей воле, это российское гражданство. Ну, вот, чтобы вы понимали. Народная солидарность и межэтническое согласие. Вот для наличия межэтнического согласия желательно уменьшение уровня дискриминации по этническому признаку. В частности, вот в Республике Башкортостан, когда мы смотрим на членов Совета директоров следующих компаний, мы понимаем о наличии дискриминации этнических башкир по этническому признаку. Я прошу обратить внимание на данный факт. И действительно, вот академические исследования, начиная с 2000-х годов, показывают, что идет процесс утверждения российской идентичности как первостепенной среди других форм коллективной идентичности. Видите, что он говорит? И Путин кашляет так. То есть Путин кашляет, почихивает. Когда Путин почихивает, это означает, что ну, он там не вполне согласен. Он понимает, что есть какие-то ложные моменты. Да? Обратите внимание, руки, как держит Тишков. Видите, да, как он держит руки, когда все это произносит. О том, что утверждается российская идентичность, что все больше и больше. И прочие моменты. Да? Вот. Просто так. Посмотрите на эту картинку. А общероссийский патриотизм становится все более выраженным, гражданской консолидации все крепче. Видите, то есть, ну, в моем случае, вот я лично про себя говорю, я уверен, что это не только мой случай, да, я уверен, что огромное количество людей придерживается примерно таких же взглядов, как и я. В моем личном случае общегражданский патриотизм никаким образом не увеличивается. Он, собственно, у меня никогда и не был особо. Да? Вот. И прочие моменты. Да? То есть я рассматриваю своей родиной Республику Башкортостан, Российскую Федерацию. Я рассматриваю, могу к ней относиться положительно, только если она будет в виде Российской Федерации, либо в виде Российской Конфедерации. В виде унитарного государства, которое хочет уничтожить мою родину Башкортостан, российское государство я не могу рассматривать в положительном ключе. Как бы, да? То есть у меня есть моя родина Башкортостан, кто-то мою родину хочет уничтожить. И также кто-то хочет уничтожить мою нацию, мою башкирскую нацию и мой башкирский язык. И с этой целью проводит политику лингвоцида, этноцида, и специально придумывают всякие идеологии там, про какую-то российскую нацию, там, идентичность, еще что-то и так далее. Как бы, да? Ну, и используют разные моменты.
И не только они, кто-то еще хочет, значит, ассимилировать членов моей будущей башкирской нации в татарскую нацию. Да, то есть, чтобы было понимание. То есть, тут как бы с двух сторон. Тут, с одной стороны, вот этот товарищ со своей российской нацией, а с другой стороны, другие товарищи со своей татарской нацией. Вот. Поэтому это такая очень такая хитрая штука, чтобы было понимание. Вот. А мне нужна моя башкирская нация. Ну, то есть в будущем будет башкирская нация, соответствующая, да, соответствующими моментами. Давайте продолжим. Перед лицом попыток сдержать наше развитие. Поэтому состояние и именно Ну, вот они, соответственно, и делают все, чтобы сдержать развитие башкирской нации, в частности. Вот. Сейчас, минуточку, я отвлекусь, видео продолжу. состояние Так, и теперь продолжим. Соответствующим образом, для того, чтобы удержать развитие какой-либо нации, вот, они делаются определенные шаги. Да, то есть ограничение федерализма, суверенитета соответствующих республик, значит, политика лингвоцида и этноцида, внедрение всяких вот этих товарищей, связанных со спецслужбами, которые должны там что-то делать, изображать, и прочие моменты. Дискриминация по этническому признаку, скрытая, а иногда открытая, и так далее, и так далее. В общем, вот такая вот, как бы, политика, которая проводится. И при этом они еще говорят про развитие нации. Про развитие нации. В общем, примерно так. То есть, если вы не хотите быть членами их нации, что они с вами будут делать? Вот вопрос интересный, да? Вот видите, тут есть такая штука, как геноцид, есть такая штука, как лингвоцид, этноцид с убийством пассионариев. То есть это вот серьезные риски, которые существуют, да, если вы не хотите быть членами их нации, то что может последовать? Да, это как бы такой момент. Это я сейчас говорю про российскую, как бы так называемую нацию, которая искусственный конструкт, который существует в голове вот у него, который он хочет, собственно, сделать. Да? Давайте слушаем дальше. Динамика гражданской идентичности должны быть в центре национальной политики, о чем вы только что сейчас сказали. Идентичность должна вырабатываться и утверждаться главным образом через усилия интеллектуалов, политиков, общественных активистов, но также и через окружающую нас среду. В общем, все должны говорить царю то, что царь хочет слышать. Здесь речь про чиновников, глав регионов и так далее. Так работает система. И поэтому, чтобы Путин довольный был, их там не уволил, не наказал, вот они все эти слова говорят, но никто из них особо вот хрень не верит. Как бы, нужно так говорить, там идентичность, дружба народов, права человека, там, межнациональное согласие, российская нация, там, в общем, вот они все это и говорят. И в эти выражения я слышал, в том числе слышал из уст разных общественников из Башкирии тоже. Да? То есть люди, которые формально имеют башкирскую идентичность, они тоже начинают трындеть. Российская нация, там, тра-ля-ля, туда-сюда, в общем. Ну, как бы, как это все работает. Вот. Я еще раз повторяю, я имею башкирскую идентичность, я не имею российскую идентичность. Российское у меня гражданство. Как бы, да? И мой родной язык является башкирским языком. Русский язык не является моим родным языком. Да? Тот факт, что, значит, на русском языке я говорю лучше, чем на башкирском, это следствие проводимой политики лингвоцида соответствующим государством. В рамках западной цивилизации политика лингвоцида – это преступная политика, за которую должна следовать соответствующая ответственность. Вот, да? То есть, как бы, это нужно иметь в виду. Давайте продолжим. В отличие от этнической принадлежности, которая может иметь сложный характер, общенациональная идентичность
более определенно и более значимо. Она подкрепляется правовыми и уставными нормами. Это и присяги в армии, или при получении гражданства, и занятии высоких должностей. Вот тут он решил схитрить и противопоставить понятия этнос и нация. То есть общенациональная идентичность и этническая идентичность. Вот исходя из моей идеологии, да, значит, я противопоставляю этнос и нацию не в том ключе, в который делает Тишков. То есть он тут, когда говорит общенациональная идентичность, он имеет в виду немножко другое. Российскую идентичность, там, российскую нацию, вот все, что связано с российским государством и так далее. Вот что он делает. Да? А в моей идеологии, значит, нация – это организованная группа людей, которая способна приносить в следующее поколение не только геном, то есть рождать детей, но свою идентичность, язык, там, образ жизни, там, помогать друг другу, еще что-то там и прочее, прочее. Да? И в соответствии с моей идеологией, допустим, евреи во время Холокоста, они все равно были нацией. Да, и до этого тоже были нации. Потому что у них было соответствующее поведение, соответствующая взаимная поддержка, там, и прочие разные моменты, соответствующие культурные моменты, там, религиозные там, и так далее, и так далее. И только благодаря тому, что они были нацией, они потом создали государство Израиль. Если бы они были еврейским этносом, а не нацией, они бы государство не создали. Тут нет привязки к государству. Тут есть привязка к менталитету и к соответствующему поведению членов соответствующей группы, чтобы было понимание. А здесь он в другом смысле ставит разницу между этническими и национальными. Да? Он говорит, что вот какие-то этносы там, и так далее. И вот общенациональное, типа, это вот типа связано с государством российским. Как бы, да? Вот он немножко по-другому это формулирует. Прошу обратить на это внимание. То есть это не согласуется с моей идеологией, это в другом ключе. Да? И как бы национальность и этнос вот в этом ключе на самом деле это почти одно и то же. Ну, можно сказать межнациональное согласие, можно сказать межэтническое согласие. Вот если в этом ключе рассматривать, то это почти одно и то же. Да? Как бы. Там разницы нет. Это и официальные документы, прежде всего наши национальные паспорта. И в современном мире... Наши гражданские паспорта. Паспорта, которые показывают наше гражданство. Гражданство Российской Федерации. Ну, в моем случае они еще показывают то, что я гражданин Республики Башкортостан. Я еще раз достаю из широких штанин свой паспорт вот, и показываю тот факт, что я гражданин Республики Башкортостан. Вот он. Вот, да? Человеку важно ощущать свою принадлежность к народу, стране, государству. Люди без гражданства и без национальной идентичности считаются аномалией. И в России, слава богу, нет позорного явления апатридов, как и нет отказа от гражданства как явления. Путин задумался. Вот он подумал, а что если вдруг вот такие, как я, или там еще кто-то массово начнут отказываться от российского гражданства? Задумался Путин. Вот. В соответствии с моей идеологией либерального национализма, да, вот, как бы, башкирский либеральный национализм, я там в одном из видео произношу, что значит, любой представитель вида Homo sapiens вправе иметь какую-либо идентичность, иметь там двойную идентичность, там, как бы, татары, башкиры, башкиры, татар, вообще не иметь идентичности. Он просто тупо представитель вида Homo sapiens, идентичности у него нету. Как бы, да? Менять идентичность 365 дней в году, то есть каждый день он там меняет идентичность. Приехал в Украину, он украинец, приехал в Россию, он русский, приехал в Башкортостан, там, он башкир, приехал в Татарстан, он татарин, приехал в Удмуртию, он удмурт, приехал в Англию, он англичанин. То есть, как бы, вопрос идентичности такой, что его как-то невозможно, значит, зафиксировать как-то, да, вот в паспорте там национальность раньше хотя бы можно было написать, а сейчас это отменили. Что там, какая идентичность у человека, и врет ли он по поводу своей идентичности, или правду говорит, там, или еще что-то, вот, как это определить, это достаточно сложно. Вот. А гражданство, если вот кто-то, допустим, кому-то не понравится жить в каком-то государстве, и если они массово начнут отказываться от соответствующего гражданства, я не знаю, как это юридически, да, то есть, как это все. Вот не знаю, не знаю. По
В вопросе российской идентичности важно понимать, что в сложной по составу населения России существуют две основные друг друга не исключающие формы самосознания по стране и по своей этнической принадлежности. Ну вот, по стране и по своей этнической принадлежности. Поэтому не надо городить, значит, придумывать какую-то туфтовую идеологию, несостоятельную идеологию, да, и пытаться там российскую идентичность, российское гражданство, причастность к государству российскому – это российское гражданство. Российское гражданство. Если у вас российский паспорт, значит вы гражданин России. Нет у вас гражданства российского паспорта, значит вы не гражданин России. Все. Вот она. Нет никакой российской нации. Есть русская нация, там, татарская нация, удмуртский этнос. Да? Я надеюсь, удмуртская нация в будущем будет башкирский этнос. Я надеюсь, башкирская нация будет в будущем чеченская нация. Да? Там, и так далее, и так далее. То есть, вот, армянская нация. В моем понимании нация, не этнос, а нация. Потому что я исхожу из их менталитета. Ну, как бы вот, из моей идеологии, их менталитета соответствующего. Русская нация в каких-то частях, а в каких-то частях как этнос они себя ведут. То есть с русскими там сложно сказать. Там разные группы русских, они по-разному себя ведут. И, соответственно, однозначно, кто из них нация, кто этнос, сказать ну, в соответствии с моей идеологией сложно. Как бы, да? Вот такой момент. Вот. Я и русский, и россиянин. И полезно подвести итог дебатам о соотношении русского и российского и ясно сказать, что русское входит в российское. Так, русское входит в российское. А как же быть с русскими, которые живут вне пределов России? Вопрос. То есть, окей, дальше. Составляет его основу. Составляет его основу. Ну, русские 80% населения России. Ну, в какой-то степени, наверное, он прав. Около 80%. Однако именно российская идентичность и российский народ есть основополагающая категория нашей государственности. Российская идентичность есть основополагающая категория нашей государственности. Вот эту фразу я как-то не совсем понимаю. Российская идентичность. Где вы видите российскую идентичность? Где? То есть у кого вот вы выйдете, спросите, какая у вас идентичность? Вам ответят, там он татарин, он там русский, он башкир, там он чуваш, он еще кто-то. То есть какая у него идентичность? Национальная идентичность у него такая. Какое у него гражданство? Гражданство у него российское. Причем здесь российская идентичность? Вы хотите в российскую нацию всех нас впихнуть и сделать из нас россиянскую нацию? Как бы, да? Нет, ребятки, не получится. Не будет такое. Без русского нет российского. Без русского нет российского. Кстати, вот вопрос интересный и неоднозначный. Просто, вот, допустим, если бы не было русских, вообще, допустим, нет русских, да, нужно ли было бы вот это вот российское государство всем тем, кто останется, более 100 коренных народов России? Либо им, они что-то другое захотят. Вопрос такой, да? Ответить не могу. Ответить однозначно не могу. Как бы, но, возможно, тут Тишков и прав. Без русского нет российского. Возможно, он и прав. Но без российского нет России. Без российского нет России. Без российского чего? Без российского чего? Нет России. То есть, как-то вот однозначно, он не сказал однозначную фразу, чтобы я мог ее однозначно сформулировать и покритиковать, либо согласиться и так далее. Без российского нет России. Ну, людям не обязательно иметь российскую идентичность, чтобы была Россия. Да? То есть, вот если мы говорим про нормальное федеративное государство, то люди могут иметь свою национальную идентичность, свои республики и быть в рамках Российской Федерации, если у них нормальный реальный федерализм, а не там какой-то симулятор там, и прочее, прочее. Как бы, да? Или если, допустим, есть какие-то риски, связанные с ядерным оружием, там, с военным конфликтом,
с каким-то геноцидом, там еще чем-то и так далее. Да, то есть, вот, грубо говоря, люди живут, и они боятся, что вот сейчас, если они будут сепаратистами, их всех поубивают, там еще что-то сделают, они из страха, значит, смерти, каких-то других страхов не прибегают к сепаратизму. Тоже аргумент. Да? Тоже аргумент, как бы, да. Или вот Соединенные Штаты Америки — это конфедерация, да, как бы конфедерация разных штатов. Это единое государство, но является конфедерацией. В каждом штате свои законы. Да? Или вот Европейский Союз — это тоже определенная конфедерация, да, то есть у них единая валюта евро, куча разных государств, как бы, и все хорошо, и все нормально. Это тоже конфедерация определенная. И когда мы рассматриваем вот это вот государство Российской Федерации, которое 1/7 часть суши, и когда там столько разных этнических групп, разных там наций и так далее, когда пытаются, значит, из этого сделать унитарное государство, ну, это просто немножко, даже очень немножко, это недальновидно и глупо. Вот такая территория, она не может быть унитарным государством по определению. Просто тупо не может быть унитарным государством по определению. Она не сможет нормальным образом функционировать. Да? То есть нормальный федерализм, в частности, вот что это такое, как должно работать, это есть в программе федеративной партии. Да, вот я возглавляю башкортостанское отделение федеративной партии, и в частности там в программе там написано, что такое нормальный федерация и нормальный, как бы, нормальный федерализм, как это все должно быть работать и так далее. То есть все права регионов, права центра прописаны, никто не может вмешиваться в какие-то другие моменты, не должно быть никакой дискриминации по каким-то вопросам, да, а мы вот сейчас видим определенную дискриминацию, показываю, сюда показываю, сюда показываю, сюда показываю, вот сюда показываю, вот видите, вот это же дискриминация, да. Вот сюда показываю, вот здесь, видите, на башкирском ничего нету? Нету. А столица Республики Башкортостан, да? Вот здесь тоже нет ничего на башкирском? Нету. Значит, это дискриминация, да? Пожалуйста, да? Вот здесь вы видите, как бы, людей, ну, здесь они есть немножко, а вот здесь вот вы их не видите. Вот здесь вы не видите, да? Людей, значит, с башкирской идентичностью, соответствующих, и так далее, и так далее. То есть это все факты дискриминации по этническому признаку. Ну, чтобы было понимание. При этом русская идентичность не может быть всеобъемлющей, потому что миллионы граждан России не самоопределяются как русские, они имеют другую этническую принадлежность. И по этой причине равенство их гражданских прав с русскими и комфортное существование в одном государстве обеспечивает концепция российской нации. Вот, смотрите. Еще раз показываю. Где равенство? Вот это Республика Башкортостан, где здесь на башкирском надпись? Где равенство? Где? Вот это вот совет директоров Башнефти, да, и компании, которые в Республике Башкортостан находятся. И сосуд ресурсы из Республики Башкортостан и так далее. Какой процент башкир составляет члены совета директоров этих компаний? Да? Сколько их тут? Какой процент? Видите, что процент очень маленький, либо вообще нулевой. Да? Поэтому каким образом можно говорить о каком-то равенстве, там, о соответствующих, о какой-то российской нации и так далее. То есть представителей башкирского этноса тупо хотят уничтожить методом лейкоцида, этноцида, и сделать из них представителей российской нации. Вот, собственно, и все. Да? И как бы в этом заключается задача соответствующего государства. Ну, чтобы они, значит, не особо возмущались, им вот всякие там погремушки в виде разных вещей делают иногда. Памятник там Шануратову, там еще что-нибудь. И прочие моменты. Даже мультфильмы не могут на башкирский перевести. А деньги обязательно надо разворовать, чтобы ничего башкирского не было. И какой-нибудь фольклор там возводить в уровень культуры. Я уже в одном видео рассказывал, что современная городская башкирская культура, если соответствующие представители соответствующего этноса не способны его создать, это тупо брать мультфильмы и фильмы хорошие иностранные и переводить их на башкирский. Тогда это будет башкирская городская культура. Это будут фильмы и мультфильмы на башкирском языке. Да? Что-то конкурентоспособное, нормальное, интересное детям. Элементарная штука. То, что делают
те же самые люди из братского Татарстана. Ее формула – обеспечение единства и поддержка разнообразия. Вот. Российская нация. Обеспечение единства и поддержка многообразия. В общем, российская нация, обеспечение единства и поддержка многообразия. Вот тогда бы он сказал бы, что обеспечение единства государства и поддержка многообразия этносов, языков и прочее. Да? Ну, конкретизировал бы, если он это хочет сказать. А если он это хочет сказать, если именно это имеет в виду, то тогда они должны дать правовую оценку тем преступлениям, которые они совершали и совершают в части лингвоцида, этноцида и уничтожения родных языков коренных народов России. Раз. Да? Вот. И прекратить все это дело. И обеспечить перевод мультфильмов и фильмов на башкирский язык. Вот что они должны сделать. Да? И открыть башкирязычный вуз. И цифровизировать в том числе башкирский язык. Вот. Вот тогда можно будет говорить об обеспечении многообразия. А так это все трындеж. Следующий тезис. Историческая память, государственный русский язык и культура, символика и календарь, общероссийские, местные, культурные и религиозные традиции заключают в себе вот эти основные ценности россиян. Они связуют страну и гражданина и государство, а самое главное, соединяют между собой самих граждан. За последние годы в России сделаны шаги, в том числе и на уровне законов о защите национальных символов, но поле деятельности здесь более широкое, учитывая масштаб регионального и местного творчества по части историко-культурного брендирования мест проживания, учреждений гербов, гимнов, памятных изображений, именований мест, улиц, сооружений и так далее. Поэтому предлагается расширить работу геральдических и топонимических комиссий на уровне федерации, регионов, поставив во главу угла координаты российской идентичности, а не коммерции или же личные амбиции. Политика именования, политика памяти, есть такое понятие, в том числе увековечивание событий исторических личностей, это существенные компоненты утверждения российской идентичности. При всем значении местно-локальной и этнокультурной составляющей среды обитания, общероссийский контекст нашей жизни превалирует, ценности, составляющие основу духовно-нравственного развития россиян, имеют сложное происхождение, они обеспечивают устойчивое развитие как местных, этнических, конфессиональных сообществ, так и страны в целом. Российские ценности прослеживаются на всех этапах истории нашего народа. Какие-то из них относятся к разряду извечных, а какие-то формируются живущими поколениями. Эти вопросы изучает, кстати, одна из ведущих гуманитарных дисциплин, которые я представляю, социально-культурная антропология и этнология. И для нашей страны важно готовить квалифицированных специалистов в области этнологии, межнациональных и религиозных проблем. В 2008 году в России, тогда совместными усилиями с Андреем Александровичем Фурсенко, было открыто самостоятельное направление подготовки высшей школы, так и называется, антропология и этнология. Поэтому я тоже пользуюсь, Валерий Николаевич Вальков здесь, среди членов Совета. Нельзя допустить упразднения этого направления в нынешней работе Минобрнауки по укрупнению направлений и специальностей. Для многонациональной России это будет потеря важнейшей компетенции в понимании управления российским обществом. Все крупные страны мира не снимают также с повестки своей. Ну, я большую часть комментировать не буду, то, что он сказал. Там, в принципе, до этого я уже говорил. Видите, управление обществом. То есть они управляют обществом. В нормальных западных цивилизациях никто специально обществом не управляет. Да, они вот именно хотят управлять обществом. Еще однажды Путин высказал, что интернет уничтожает общество. То есть, вот когда в интернете появляется там за Навального, там еще что-то, вот эти, да, вот, Путин рассматривает это как уничтожение общества. Вот если бы была западная цивилизация и какое-то гражданское общество, то таким обществом управлять не надо. Да, то есть, и никто его не может уничтожить. Там есть нормальные свободные выборы, да, то есть нормальная система, там нет коррупции, там минимизирована дискриминация по этническому признаку. И прочие моменты. Там вот, как бы, вот таких вещей тоже нету. Там на башкирском обязательно было бы, если бы это было гражданское общество. Вот здесь вот сидели бы башкиры, вот тут в том числе сидели бы, и здесь вот сидели бы тоже, и вот здесь тоже посидели.
были бы, да, пропорциональны там и так далее. То есть это было бы нормальное гражданское общество в рамках западной цивилизации. А в рамках соответствующего государства будет вот такая трындеж, да, там российская идентичность, российская нация, там, и при этом одновременно они будут уничтожать все национальное и так далее. Да? Вот как бы чтобы было понимание. Своего государственного строительства идею нации. И ситуация с пандемией показала, что гражданские нации с их суверенной государственностью не сходят с исторической арены, а обеспечивают фундаментальные запросы людей, защищают их от внутренних и внешних угроз, природных и техногенных катаклизмов. Сегодня гражданский национализм как политика отстаивания. Гражданский национализм. Ну, такой бред я вообще не слышу. То есть, что такое гражданский национализм? Вот если есть граждане страны, это у них гражданство. Если есть нация какая-то, у них есть национализм. Без национализма не бывает нации. Да? Национализм бывает у наций. У гражданств национализма не бывает. Вот, хоть тресни. Если бы Россия была моноэтнической страной, тогда еще можно было бы такое говорить. Да? Вот. Когда он так говорит, ну это неправильное выражение просто само по себе. Гражданский национализм. Да, это не то. Гражданский патриотизм еще можно понять. Вот они патриоты, любят страну, там, и так далее, да, граждане этой страны. А при чем тут гражданский национализм? Да, то есть это же Тишков, он должен в этих вопросах разбираться. Национальных интересов в современном мире – это синоним патриотизма. Он играл и продолжает играть важную роль в жизни государств. Именно такое видение мира современных наций и России как одной из ведущих наций мира важно отразить в обновляемом сейчас содержании учебников обществознания. Метафора страны как цивилизации важна, даже интересна, но мне представляется, что более строгая категория нации и государства важнее. Нация и государство важны. Ну, а я хочу заявить о башкирской цивилизации. Да, то есть он говорит про российскую цивилизацию, там что-то, а я говорю про башкирскую цивилизацию. Вот у нас тупо башкирская цивилизация. Да, у нас 40-45 племен, соответственно, на территории Урала. Урал – это центр Евразии, да, это Европа и Азия, это два крыла одной птицы. Одно, значит, слева, на восток от Урала, на запад от Урала, да, и на восток от Урала. То есть у нас вот есть Уральские горы, да, это тело птицы, и есть два крыла птицы. Значит, соответственно, Азия – это правое крыло, и Европа – это левое крыло. Вот. И башкирская цивилизация – это, соответственно, это не только будущая башкирская нация, да, но это и куча разных других явлений, которые входят в орбиту башкирского мира, в орбиту башкирской цивилизации. Я об этом просто заявляю, чтобы было понимание. Я более подробно сейчас не буду говорить. И поэтому это нужно понимать. Но о башкирской цивилизации можно будет говорить только тогда, когда будет сформирована нормальная башкирская нация. Это не скоро еще будет. Когда будет нормальная башкирская нация со всеми 40-45 родами, как минимум. Да, вот потом уже будет можно говорить про башкирскую цивилизацию. Давайте продолжим. Последнее. Заключение о всероссийской переписи населения. Всеобщая перепись – это действительно единственная акция установления достоверного факта наличия у страны населения, что само по себе важно для подтверждения легитимности государства и его... Он сам смеется. Тишков сам ржет над тем, что он читает. Просто ему кто-то такой текст дал, или он сам написал, просто не знаю. Наверное, ему дали текст этот. Он просто ржет. Видите, да? При не самой благоприятной демографической ситуации у нас сейчас важно обеспечить наиболее полное переписывание всех постоянных жителей, в том числе впервые будет в нашей истории через систему интернета. В общем, через интернет они запишут как угодно. И этническую принадлежность сделают как угодно, и что угодно. То есть, давайте посмотрим. При добровольности переписи особое значение имеет сознательность граждан, работа переписчиков и средств информации. Важно обеспечить свободную волеизъявления, о котором вы уже сказали, гражданам своей страны, в том числе и тех, которые принадлежат или относятся или потомки смешанных семей, могут иметь или быть полностью двуязычными, иметь сложное самосознание. Нельзя позволить агитацию и нажим в
пользу записи той или иной национальности, а тем более накрутку численности за счет двойного переписывания. Такие случаи у нас бывали в прошлых переписях. И, наконец, перепись нельзя использовать для обострения межнациональных отношений, разрушения добрососедства российских регионов. В свою очередь, как представитель академической науки, подтверждаю, что мы можем обеспечить качественное подведение итогов переписи и публикацию ее результатов. Спасибо за внимание. Валерий Александрович, спасибо большое, что вы вспомнили еще раз о переписи населения. Но вы сказали, что это единственный способ установления факта наличия населения, но мне кажется, что факт наличия населения у нас и так налицо. Нам нужно поподробнее понять структуру населения, национальную как раз этническую принадлежность, ряд других вопросов. Видите, то есть вот тут опять Путин проговорился. Национальную принадлежность начал говорить, национальный состав начал говорить, и потом оговорился, и этнический состав. Ну, давайте послушайте еще раз. Смотрите. Национальную как раз этническую принадлежность. Национальный состав начал говорить, а потом этническую принадлежность. То есть они поэтому-то российскую нацию делают, да, чтобы все вот эти народы российские, да, как бы, они были как этносы. Типа они этносы, они входят в российскую нацию. Вот что хотят они, да? Ассимилировать, уничтожить с помощью лингвоцида, этноцида языки родные и так далее, да, сделать единый русский язык и потом в конце концов уничтожить национальные республики. Да, вот чтобы вот это все осуществить, они все это и придумали. Эту российскую нацию, там, эту идентичность российскую и так далее. И вот ему, на самом деле, самому интересно увидеть, сколько их. То есть, исходя из того, что они там будут на переписи, они будут дальше проводить свою политику. Сколько там людей с такой национальностью, с такой, там, как они будут противостоять возможным попыткам уничтожить какую-то республику национальную, там, еще что-то, как их между собой стравливать, еще что-то там, в общем, примерно в этом ключе. Как ГБУшечка должна работать, что она должна делать, как потом осуществить рейдерский захват какой-нибудь Татнефти, там, в случае чего, там, и так далее, и так далее. Да? То есть, вот что господа хотят сделать, да, вот, чтобы вы понимали. И вот, ну, я так вижу ситуацию, да? Поэтому давайте еще раз посмотрим. То есть он сам проговорился, на самом деле, национальный состав их интересует. Но он это называет этническим составом. Да? Давайте посмотрим. Нам нужно поподробнее понять структуру населения, национальную как раз этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования. Для планирования спецопераций ГБУшечки по соответствующим уничтожению национальных республик, осуществлению лингвоцида и этноцида, будущим рейдерским захватам и их возможности, оценки соответствующих вероятностей, возможностей и прочее, прочее. Принятие решений в сфере экономики, социальной политики. Вот что чрезвычайно важно. И, я надеюсь, что средствам массовой информации, нашим профильным ведомствам удастся донести до людей важность этого события, потому что от того, насколько корректно, объективно будут собраны необходимые данные, настолько мы сможем более точно формулировать наши задачи и цели национального развития. Согласен, Владимир Владимирович, но тем не менее страны, которые не проводят переписи регулярные, они говорят, да вы это называете, у вас 50 миллионов, на самом деле у вас и половины того нет. Поэтому, казалось бы, да, мы здесь все есть, но перепись дает окончательный ответ. Есть такое население, именно столько. Спасибо. Спасибо. Ладно, спасибо, Валерий Александрович. Пожалуйста, Валерий Георгиевич. В общем, тут чисто болтология со стороны Тишкова, там поржать, ничего важного. Так, дальше у нас, давайте посмотрим по поводу добровольной ассимиляции. Опять Тишков. Тут буквально минуту, да, вот важный момент. Я дам комментарий, смотрите. Фактически для нас русский язык является основным языком нашей жизни, языком нашего успеха, языком нашей карьеры. Если родители хотят, чтобы у ребенка
был успех в жизни, в карьере, в обществе, то тут, наверное, все-таки права человека должны быть поставлены выше, чем биоразнообразие. Дело в том, что есть право на язык, право на сохранение языка, но есть и право на забывание, на смену языка. Это тоже такое же право человека. И если бы еще предки мордвы наши, коми, марийцев, они только нынче поколение перешли на русский язык, но от этого не перестали чувствовать себя коми, марийцами или мордвой, или чувашами. Это норма. Есть понятие добровольной ассимиляции языковой, и это святое право по всему миру и всегда было. Весьма странно слышать такое высказывание от человека, чья профессия тесно связана с изучением народов, этносов, их быта, культуры и этногенеза. Академики... То есть, видите, да, ТНВ татарстанское, оно имеет свою точку зрения, в отличие от БСТ башкирского, да, и может вот правду говорить более-менее. Вот, и мы это сейчас наблюдаем, да, вот еще 22 марта это было. То есть, о чем говорит Тишков, да, и вообще вот как это прокомментировать. Значит, первое, вот когда они говорят, что право на забывание языка и так далее, там А2, там забывают языки, еще кто-то там, удмурты, там, вот эти финно-угорские народы. Значит, есть понятие лингвоцид и этноцид, как я уже говорил. Первый шаг к уничтожению народа – это у нас лингвоцид, уничтожение их языков путем ассимиляции. Второй шаг, когда они уже забыли свои языки, это уже этноцид. Они уже забывают, что они соответствующие группы, да? Языку, что они такой-то национальности, они уже ассимилированы. И поэтому мы же знаем, что нет никаких кривичей, там, древлян, кривлян, там, еще кого-то, мурама, там, еще какие-то племена. Их нету, потому что они были ассимилированы соответствующим образом, да? Как бы вот, и их нету. Да? То есть их уничтожили путем лингвоцида и этноцида, фактически. Ну, то есть, как бы, скорее всего, будут делать так. И когда мы видим, как уменьшается численность марийцев, эрзи, мокша, значит, шокша, удмуртов и так далее, их уничтожают путем русификации, путем навязывания им русского языка, значит, смены, чтобы они сменили свою идентичность со своей на русскую там, и прочее. Это в рамках западной цивилизации называется лингвоцидом и этноцидом. У них нет соответствующих условий для воспроизводства их языка, там, их культуры, нету соответствующих мультфильмов, фильмов на их языке и прочие моменты. Да? И это не добровольная ассимиляция, как она называет, да? А это есть политика, проводимая государством. А такие государства, которые проводят такие политики, это фашистские государства, с моей точки зрения. Да, это политика лингвоцида и этноцида. Это нужно четко понимать. Вот что я хотел сказать. Также хочу сказать, что тут уже больше 2 часов идет запись, но ничего, я скоро закончу. Вот у нас есть определение лингвоцида, комплекс мер административно-политического, а также экономического характера, направленных на искоренение языка, обычно в регионах его исконного распространения. Да? Вот что такое лингвоцид. Что такое этноцид? Политика уничтожения национальной идентичности, самосознания народа. То есть нам всем хотят внедрить российскую идентичность. Есть люди, которые там считают себя марийцами, но не знают марийского языка и не могут перенести марийский язык будущим поколениям, соответственно, этноса марийского. Да? Вот, я хотел сказать марийской нации, как бы, но пока что, к сожалению, этноса марийского. Вот, то же самое касается удмуртского языка там, и прочих, эрзи, мокша там, и прочих языков. И я еще раз повторяюсь, все коренные народы России должны быть едины в отстаивании своих прав на свои родные языки и на прочие такие моменты, да, на культурные моменты, на отстаивание своих республик и так далее, и так далее. И я, честно говоря, оказывается, я первый, кто назвал вещи своими именами, вот из представителей национальных меньшинств, и начал какую-то движуху в этом направлении. Я удивился. Я думал, как бы есть кто-то, да? То есть, и вот когда я выпустил видео, я вот вам просто кое-что хочу показать, да, вот это будет в конце, вот это видео. Но самая движуха началась, в общем-то, получается, когда вот я сделал, значит, вот этот прекрасный Башкортостан будущего видео, да, от 5 декабря 2020 года. Вот когда я это видео сделал, я увидел активизацию языковых активистов, не только башкирских, татарских, удмуртских, телеграм-каналы какие-то финно-угорские там активизировались и прочее. Мне было интересно за этим наблюдать. То есть я как
триггерный механизм было мое видео от 5 декабря. Всякие телеграм-каналы и так далее пошли. И вот, что я хочу сказать еще. Вот давайте вот к этой картинке, и потом уже вот это поставлю, и у нас будет конец видео. Значит, вот есть такое видео про создание русских республик, тоже можете посмотреть. Но вкратце ситуация такая. Значит, если рассматривать цивилизацию и взаимоотношения разных сообществ между собой, то я делю, значит, как эти сообщества, представители вида Homo sapiens могут между собой взаимодействовать, в зависимости от уровня их развития там, и уровня цивилизованности, на 5 таких шагов. Первое – это геноцид, когда они друг друга убивают, да, кто-то приходит и убивает. Второе – это лингвоцид плюс этноцид с убийством пассионариев, то есть какое-то государство приходит и захватил кого-то, но их не убивает всех, а делает у них лингвоцид и этноцид, то есть заставляет их забыть свой родной язык и навязывает им другой язык, язык империи, например, да, и также делает этноцид, уничтожает их этническую идентичность, потому что вначале уничтожается язык, а потом их этническая идентичность. Но иногда бывает, что у этих этносов есть какие-то пассионарные личности, и чтобы они не мешали, чтобы вот есть, допустим, куча людей соответствующего этноса, да, вот, и среди них там 1% пассионариев, вот, которые говорят, не надо быть лицами российской национальности, надо быть лицами такой-то, другой национальности, например. Что может государство сделать? Оно может этих пассионариев убивать, сажать в тюрьмы, в экстремизме обвинять, там еще что-то и так далее. То есть второй этап – это лингвоцид этноцид с убийством пассионариев. Третий – это просто лингвоцид этноцид. То есть когда создаются условия для уничтожения языка, чтобы его не было в школах, чтобы не было вузов на там, соответствующих языках, там, да, чтобы было поменьше мультфильмов и фильмов на соответствующих языках и так далее, чтобы дети, внуки и правнуки соответствующего народа забыли свой родной язык, свою национальную идентичность и стали там россиянцами, там, членами российской нации и так далее. Там, да. Или, например, стали, вот когда большевики взяли, создали Татарстан, Татарская ССР, и всех западных башкир записали татары. Это тоже элемент этноцида, да? Это вот третий шаг. Но тут там уже как бы без убийства пассионариев. Хотя, ну вот, когда расстреляли башкирское правительство, как бы это, наверное, ну ладно, сейчас не будем на эту тему, это другой классификации, их не по этой причине. Как бы, да? Четвертый этап, это шаг, это мультикультурализм. То есть, если цивилизация нормальная, есть нормальное какое-то общество, то там существует мультикультурализм. Мультикультурализм, в частности, есть в рамках западной цивилизации. Да? То есть, там говори на любом языке, на ком хочешь, любая культура, религия, там, все взаимоуважительно друг к другу относятся и так далее. Это мультикультурализм. И следующий шаг, который бывает, это специальная поддержка лингва и этноразнообразия. Вот 5 шагов, которые вообще существуют, на мой взгляд. Это я придумал эту градацию, вы сейчас ее видите, да? То есть, как бы, прошу ссылаться лично на меня, на Шамиля Могилина. Я не видел, чтобы кто-то придумал эти шаги. Да, вот, как бы. И вот мы в рамках российского государства сейчас находимся между вторым и третьим шагом где-то. Вот здесь мы находимся между ними. А если мы станем частью западной цивилизации, то у нас будет мультикультурализм. У нас будет 4-я ступень, и я бы хотел, чтобы у нас был мультикультурализм с доминированием башкирского языка и башкирской культуры в Республике Башкортостан. С доминированием и литературного башкирского, и северо-западного диалекта башкирского языка. То есть и тот, и другой я считаю башкирским языком. Поэтому и тот, и другой, как бы, то есть они могли бы как бы доминировать в будущем в какой-то башкирской республике. Да? Вот. Так, это такой небольшой момент. И давайте в конце я видео покажу, которое я делал еще 30 декабря 2020 года. Это будет такое финальное видео, которое, собственно, завершит все то, что вы здесь видели, и объяснит вообще, для чего как бы проводится соответствующая политика, Путин ее проводит, вот это вот межнациональные отношения там и прочее, прочее. Да? То есть я еще раз повторяюсь. Все то, что мы видели до этого, все то, что делает Путин и так далее, эта задача была такая, именно максимально сильно уничтожить национальные языки России, кроме русского языка, уничтожить идентичности, кроме русского, да, там, чтобы все были, ну, чтобы в будущем сделать из них российскую нацию, так называемую, россиянцев, ассимилировать их и меня в том числе и так далее. Вот. Как бы я еще раз это повторяю. Да?
А если мы говорим про башкирскую нацию, то есть 3 конкурентных проекта. Первый – это башкирская нация, которую я поддерживаю. Я поддерживаю именно башкирскую либеральную нацию. Второе, соответственно, это татарский проект, татарская нация так называемая. И третье – это российская нация. Да? Это вот то, что Путин хочет сделать. Вот. И пусть каждый сам определяется, что ему ближе. Я призываю всех в башкирскую либеральную нацию. То есть, как бы, да, люди, ну, у нас нету членских билетов, да, то есть у нас нет членских билетов, чтобы, как бы, взять, купить членский билет, и вот вы там член нации, да, такого нет. Член нации – это, прежде всего, менталитет, да, там и прочее. То есть, вот у представителей этноса башкирского, там, членство в их башкирском этносе – это, значит, умение играть на курае и говорить букву Х. Халмхагыз, там, хин, хасан, там, что-то такое, там у них вот это все, да. Какие-то фольклорные штуки там есть тоже, да. У нации, башкирской либеральной будущей нации, там немножко другие критерии. Да? Это, прежде всего, менталитет соответствующий. Да? Менталитет членов нации. Не менталитет представителей этноса, а менталитет членов нации. Да? А члены нации, они прежде всего помогают друг другу. Да? Они умеют переносить в следующее поколение не только геном, но идентичность, язык, соответствующие какие-то культурные вещи, выживать, в том числе в условиях фашистского государства, да? Там благосостояние, взаимоподдержка и прочие разные моменты, которые я сейчас не буду озвучивать. Вот чем в целом нация отличается от этноса. Нация от этноса отличается прежде всего менталитетом соответствующих групп населения, да? Соответствующих групп людей. Вот. Теперь давайте посмотрим несколько минут отсюда, и это будет конец данного видео. Да, 5:27. Вот слушайте, это очень важно, то, что вы будете слышать. Есть такое понятие, как геноцид. Геноцид – это когда уничтожаются носители какого-либо гена. Ну, например, Гитлер осуществлял геноцид путем умерщвления людей определенных этнических групп во время Второй мировой войны. Есть понятие этноцид. Это когда народ уничтожается путем ассимиляции, уничтожения языка народа, его истории, культуры, идентичности. Есть лингвоцид. Это когда уничтожается конкретный язык народа. Также известно, что частенько для осуществления этноцида в качестве первого шага применяется лингвоцид, то есть уничтожается язык. Люди, лишенные родного языка, легче ассимилируются в новую искусственно создаваемую общность и постепенно теряют свою настоящую прежнюю идентичность. Вместо родного языка людям внедряется чужой, неродной язык. Альберт Разин боролся против лингвоцида и за право удмуртов говорить на удмуртском языке, за право удмуртских детей учить удмуртский язык в школах и смотреть мультфильмы на родном удмуртском языке, за право удмуртской нации сохранять и развивать свой родной удмуртский язык и гордо нести удмуртский язык через поколения. Я против русификации. Ну все, так, 5:20, нет, не все, я ошибся, продолжаем. Я не против русского языка, но я против русификации. Если под русификацией понимается уничтожение родных языков народов России, вытеснение родных языков и замена родных языков одним русским языком, то любой нормальный человек должен быть против такой русификации. Человек, который поддерживает уничтожение родных языков, является пособником лингвоцидников, этноцидников, шовинистом и в какой-то мере нацистом. Уничтожать народ можно с помощью геноцида и с помощью этноцида. По этой причине этноцид и идущий всегда рядом с этноцидом лингвоцид являются, с моей точки зрения, элементами нацизма. Национализм – это любовь к своей нации. Нацизм – это ненависть к чужим нациям. Лица, которые хотят уничтожить родные языки коренных народов России, являются нацистами, так как лингвоцид – это проявление нацизма, ненависти к чужим нациям и, в частности, к чужим языкам. Я считаю, что мы, коренные народы России, и в частности башкиры и удмурты, должны дать отпор нацистам и защитить наши родные языки. Что касается русского языка, то
то русский язык – это язык межнационального общения. Не только в Российской Федерации, но и во всем постсоветском пространстве. Русский язык еще долго будет сохранять свои функции языка межнационального общения. Это великий и могучий язык, на котором написаны произведения великих классиков. Но при всем своем величии русский язык не должен заменять собой другие родные языки народов Российской Федерации и полностью вытеснять эти родные языки. Желательно, чтобы удмурт с удмуртом говорили на удмуртском языке, хотя бы в местах своего компактного проживания. Удмурт с башкиром могут говорить между собой на русском, так как я вряд ли выучу удмуртский, а вы, уважаемые удмурты, вряд ли выучите башкирский. Поэтому, как язык межнационального общения вот между нами, мы можем, естественно, использовать русский язык. Для сохранения и развития... Вот, да, то есть важные такие идеологические вещи я произнес в этом видео. Ссылку на это видео я также дам в описании к данному видео. Также я дам в описании к этому видео. Вы найдете ссылки вот на эти видео, которые были здесь указаны, показаны. Таким образом, это у нас программа «Размышлизмы» от 1 апреля 2021 года. Это достаточно длинный выпуск. Вот, да, я здесь показал вообще ситуацию с языками. Ну, вы, надеюсь, эту ситуацию хорошо знаете и понимаете. Показал, какая тут концепция в целом. Да, вот Совет по межнациональным отношениям, чем они занимаются. Какой-то комментарий, наверное, надо дать по поводу Путина, да. Вот сейчас сложно сказать, возможно, он хочет дать заднюю, я еще раз повторюсь, да, то есть, возможно, он хочет какие-то смягчения в области языков сделать, национальных языков, возможно, да. Вот точно не могу сказать, то что, возможно, все это хитрость какая-то, да. Поглядим, посмотрим, поглядим. Вот такой момент, значит, ну, естественно, я против дискриминации по этническому признаку, и в частности, у нас есть дискриминация башкир в Республике Башкортостан, поэтому я против дискриминации башкир в Республике Башкортостан. Вот пример дискриминации вы видите на экране, также вы видите пример дискриминации вот здесь, вот видите, да, вот здесь вы видите пример дискриминации, вот здесь вы видите пример дискриминации, вот видите, да, это менеджмент. Вот. Так, и, наверное, на этом нужно заканчивать данную передачу. Я вот за вот эти права, да, но эти права, которые здесь прописаны, да, они в том числе и для представителей башкирского этноса и будущих членов башкирской нации. Вот эти права. В том числе право на язык, видите, родной язык, дуган-тель. Да? И вот я думаю, что в будущем, вот памятник, когда у нас состоится башкирская нация, в принципе, памятник неплохой, вот этот вот человечек, да, может быть, мы сделаем его побольше. Это, я не говорю там про 4-ю Башкирскую республику, там, или про какую-либо еще, да? То есть я это как бы не говорю. Я говорю, что в будущем памятник будет иметь и в том числе на башкирском. Вот основные эти слова, выражения, которые и права, которые соблюдаются и которые будут относиться в том числе и к будущей башкирской нации. В этот момент нужно иметь в виду. На этом все. Спасибо большое за внимание. До свидания.